Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать всех участников методического форума «Педагог, профессионал, наставник». И сегодня мы с вами работаем в рамках стратегической сессии «Цифровая трансформация системы образования». Стало уже доброй традицией, что каждую осень мы с вами собираемся для того, чтобы обсудить те направления, которые сегодня мы должны отрабатывать в рамках стратегических задач и представить свой опыт, поделиться своими наработками в использовании цифровых образовательных технологий. И сегодняшний день тоже не стал исключением. Сегодня с нами работают наши федеральные эксперты, сегодня с нами работают наши региональные эксперты и коллеги, которые будут представлять свой опыт. Мы просим занять свои места на наших креслах, наших гостей. Виталий Владимирович Альшанов, региональный менеджер по Центральному и Северо-Западному федеральным округам Центра цифровизации образовательной деятельности, Университет Иннополис. Дарья Сергеевна Мясоедова, ведущий специалист по работе с регионами образовательной платформы УЧИРУ. И Оксана Анатольевна Гончарова, учитель истории обществознания, школа номер 1, город Емва. Вячеслав Алексеевич Лешок, руководитель Центра информационных технологий образования Коми Республиканского института развития образования. Сегодня с нами на связи наш добрый партнер, идеолог в области цифровой трансформации в образовании Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий и чего-то там еще. Профессионального обучения. Такая загадочная, пока шифровать не могу. Ну, я думаю, Марина Ефимовна нам это прояснит. Руководитель магистерской программы электронные образовательные технологии, заместитель директора по научной работе, эксперт по электронному обучению и федеральный эксперт. Марина Ефимовна, рады вас видеть, рады вас слышать. Сегодня мы с вами говорим опять о цифровой трансформации и рады представить вам слово для того, чтобы вы нас просветили в области цифровой педагогики. Да, в чем же ее сущность, какова структура цифровой педагогики, почему и как она влияет на современный образовательный учебный процесс в школе. Марина Ефимовна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, я рада вас видеть. Это вообще замечательно, такая традиция говорить о том, что многих волнует, говорить о том, в каком мы сегодня живем образовательном пространстве, учиться новому, его совершенствовать. И поэтому я всегда с удовольствием с вами работаю на этой площадке. Я работаю на кафедре технологий и профессионального обучения, профессор этой кафедры. Кафедра ТИПО называется, да, вот так я неудачно, видимо, сократила. Мы давайте поговорим с вами о цифровой педагогике, вообще, что это такое и почему об этом мы с вами заговорили. Если обратиться к классике, то совершенно очевидно всем, что педагогика включает в себя такие базовые разделы, как обучение, воспитание и развитие. Но мы сегодня все больше и больше говорим об обучении, пытаемся говорить о воспитании, но о развитии, оно без обучения и воспитания практически невозможно. Ситуация так поменялась, что дистанционный формат организации обучения полностью изменил наше отношение к окружающему миру. И я считаю, что мы сегодня находимся не просто в периоде трансформации современного образования, а именно на стадии осмысления. Мы стремимся понять, как работать, что делать, каким образом изменять образование. Трансформация, в общем-то, это ведь и изменение. Каким образом его изменять? Ой, как хорошо листается все, для того, чтобы можно было управлять этим процессом. Как меняется образование? Наверное, нет сегодня такого человека, который бы не понимал, что же произошло с образованием. И самое важное в этом – изменилась деятельность педагога. Ведь образование, которое обучающиеся получают в школе, в саду, в вузе, в СПО, в доп. Образовании, в специальных школах, оно имеет всегда цель и всегда настроено на результат. А вот каким будет результат, зависит от того,
какова деятельность на этом маршруте педагога. И мы сегодня должны констатировать, что с одной стороны у нас всех учат, все знают содержание. С другой стороны, должны быть все обучены. Мы столько программ изучили. Должно появиться владение современными ресурсами. Однако проблемы остаются, и это становится такой ненавязчивой тенденцией. В цифровом обучении мы должны обязательно говорить о том, что у нас появился посредник, который стал между нами, между учителем и учеником. То есть это некая такая перегородка, некая такая громаднейшая, глобальнейшая структура, которая нас заставила работать по-новому. Сегодня это норма обучение через этого посредника, потому что мы с вами овладеваем этими современными технологиями. Мы понимаем, как работать с этими современными ресурсами. Если обратиться к категориям, то мы можем сказать, что цифровая педагогика – это та же область научного знания в системе педагогических наук, но только рассматриваемая и изучаемая с позиции использования цифровых ресурсов и цифровых технологий. А если мы говорим о цифровой дидактике, мы говорим с вами об организации учебного процесса с использованием средств этой уникальной цифровой образовательной среды. Что поменялось? Поменялись средства, что поменялось? Изменилась технология. Мы с вами получили другую уникальную цифровую среду обучения. С одной стороны, в этой среде есть обучающий учитель, который имеет свою сферу личную, социальную сферу, педагогическую, свой опыт. И все это сегодня он использует в процессе обучения. Но надо не забывать, что с другой стороны обучающийся имеет те же самые возможности, только в другом ракурсе. И взаимодействие происходит через цифровую образовательную среду. А вот в цифровой образовательной среде появились 3 новых компонента. Техническая составляющая, коммуникационная и учебно-методическая. И если с позиции учебно-методической все вроде бы понятно, потому что учитель, он всегда именно эту область деятельности использует, именно в этом поле работает, то техническая сфера и коммуникационная в этой цифровой образовательной среде – это, конечно, отдельная загадка, которой нужно учиться. Мы в университете на нашей кафедре определились, что для того, чтобы качественно обучать с использованием средств цифровой образовательной среды на основе закономерностей и принципов цифровой дидактики, нужно создавать вот эту цифровую образовательную среду на основании ряда принципов. Во-первых, это принцип постоянного развития. Учитель сегодня для того, чтобы овладеть цифровыми компетенциями, должен овладеть гибкими навыками. Это позволяет организовать учебный процесс по-новому, это позволяет использовать цифровые ресурсы в полном объеме педагогически целесообразно, это позволяет мотивировать иначе на обучение. С другой стороны, вот эта цифровая образовательная среда, мы ведь в нее ворвались по-разному. С одной стороны, в эту среду вошли мы, преподаватели, имея определенный опыт, методики, наработанный опыт в преподавании, а с другой стороны в нее вошли дети, ученики, которые опыт в нажатии кнопок и владении этой технологией иногда имеют поболее. Поэтому мы считаем вторым системообразующим принципом в цифровой дидактике является принцип совместного созидания. Он позволяет качественно организовывать учебный процесс, он позволяет по-новому выстраивать образование и осваивать новые роли. Ну и, конечно, нельзя забывать о цифровом следе. Сегодня это очевидно. Что бы мы с вами ни сделали в этой цифровой образовательной среде, мы всегда оставляем этот след. Поэтому что важно сделать в такой образовательной экосистеме? Всегда нужно помнить, что результатом является не просто та цифра, которую мы поставили как итог в образовании, не просто она, а именно процесс, в котором мы задействованы и учителя, и ученики, и вместе идем к результату. Смотрите, как интересно, в цифровой дидактике результатом является не только финал, но и сам процесс. Почему?
потому что мы знаем, как вовлечь и увлечь в очной аудитории. Мы знаем, что делать с этими учениками, которые не хотят, не могут, им скучно. А вот каким образом организовать процесс в этой среде, как сделать, чтобы каждый был вовлекаем в учебный процесс, вот это очень важно. Поэтому мы подчеркиваем, что в такой среде, в цифровой образовательной, в экосистеме, процесс является в том числе и результатом. Здесь у меня построена модель организации учебного процесса в экосистеме для магистратуры. Но мы ее можем рассматривать и для школы, и для СПО, и для кружков, и для вузов. В чем ее смысл? Когда мы берем с вами обучающегося, он имеет исходные или ОУД, или компетенции. Вот он к нам пришел, человек-загадка. Дальше мы начинаем его разгадывать. Способов цифровой дидактики море. Мы диагностировать можем по-разному и гораздо больше возможностей. И начинаем его обучать. Он начинает приобретать компетенции. Он начинает приобретать учебные действия. Ну и как результат мы получаем профессионального специалиста в разных областях. Мы получаем активного пользователя. И это все за счет того, что мы создаем условия, возможные для качественной организации учебной работы. Цифровая дидактика кардинально отличается от цифровой. С одной стороны, в основе лежат закономерности и принципы цифровой дидактики. С другой стороны, смотрите, добавляются специальные принципы глобализации, футуральной ориентации, запросно-ориентированного обучения. Наверное, каждого из вас волнует вопрос, когда вы выходите в дистант, как сделать, чтобы у меня все учились, как сделать, чтобы все слушали, слышали, понимали. Вот это вопрос организации запросно-ориентированного обучения. А что будет завтра? Будет ли работать этот ресурс или не будет? Что я буду делать с обучающимися? И зачем им это нужно? Зачем ученику нужно то, чему я его учу? Вот это вот принцип футуральной ориентации. Ну и глобализация, открытое информационное поле, которое мы сегодня можем использовать. Изменились технологии. Технологии изменились кардинально. Что стало важным? Стало важным продумывать объемы заданий. Сколько ты даешь, как распределить время, потому что время стало очень серьезной ценностью как для учителя, так и для ученика. Встал на повестке дня вопрос целеполагания. И если он не был таким ярким в очном обучении, ну, нам всегда нужно было ставить цель, правда? Но здесь это стало явным, потому что тот учитель, который не знает, какую цель он ставит на учебном занятии, и учитель, который не предполагает результат, то есть не прогнозирует, он проигрывает. Потому что сложнее и сложнее становится заинтересовать обучающегося в изучении содержания. Естественно, к нам пришел дедлайн. Дедлайн, который очень многие не любят, потому что это время ограничения. Это время, когда необходимо сдать работу. Он так воспринимается. Но ведь дедлайн – это двояко такой выпуклый компонент, потому что, с одной стороны, да, это регламент, вот так нужно в это время сдать работу. А с другой стороны, это умение планировать свою деятельность, как для обучающего, так и для обучающегося. А как организовать занятия? Ведь здесь в сети оно и приобретает совсем другие форматы, и это тоже откладывает серьезный отпечаток. Таким важным компонентом цифровой дидактики является взаимодействие. Умение организовать взаимодействие в условиях современного образования, в цифровой образовательной среде – это искусство для учителя. И учитель, чем больше владеет технологиями взаимодействия, тем более качественно он может организовать как учебный процесс, так и его поддержку. Ну и, конечно, технические средства обучения у нас поменялись. Если мы к компьютеру привыкли, то набор программ, которыми мы пользуемся, он постоянно обновляется. Мы должны постоянно совершенствоваться, и поэтому естественно, что повышение квалификации – это такая неотъемлемая, постоянная часть обучения. Она должна быть не просто обязательной, она должна быть потребностью каждого обучающего, каждого учителя.
И вот здесь вот, когда мы изучаем эти инструменты, когда мы изучаем технологии, конечно, мы должны всегда помнить о том, что очень много способов и приемов, с помощью которых можно организовать учебный процесс. А вот это что было, что стало. Мир открыт. Вы, наверное, обратили внимание, что сегодня на уроке у нас присутствуют не обязательно дети по списку, а это могут быть и родители, и братья, и сестры. И это становится еще более ответственным, потому что надо понимать, как из той домашней среды вовлечь обучающегося вот в это увлекательное путешествие в свою предметную область. Ну, об открытости обучения мы с вами очень много говорили, и это был такой важный процесс, потому что открытость, она формирует новую ответственность. И вот эта новая ответственность – это ответственность каждого за свое слово, за свое дело, что делается. Запросно-ориентированное обучение, когда мы с вами не просто организовываем процесс, а мы отвечаем на запросы. Вот обратите внимание, чем четче вы понимаете, что от вас ожидает обучающийся, тем ярче будет ваш урок. А это возможности цифровой дидактики, потому что она столько ресурсов цифровых дает, которые мы можем использовать и индивидуально, и коллективно, и персонализированно. И нельзя этого не использовать. Ну и, конечно, это доказательное обучение. Доказательное обучение, потому что очень важно не просто рассказывать, вот там говорят, а использовать факты, использовать материалы. Вот то, о чем я сейчас вам говорю, я могу подтвердить фактами. Я могу сказать, что это проверено более чем на 15 тысяч учителей и преподавателей высшей школы, и что был такой проведен эксперимент, где учителя и преподаватели стали соучастниками этого процесса и доказали, что можно и нужно качественно организовать обучение при определенных условиях, при наличии курсов, при наличии поддержки преподавателей. Когда преподаватель курсы закончил, не бросать его, а продолжать с ним работать, что делается в вашем регионе, кстати. И в этом случае можно обучить каждого именно так. Процесс персонализации – это тоже очень интересная история. В очном формате мы можем говорить об этом, а дистанционный формат или цифровой, он позволяет персонализированно отвечать на вопросы, то есть обучать по потребностям каждого. Понятное дело, что изменились формы организации обучения, но сегодня уже даже традиционный процесс, он немыслим без компьютерной поддержки. Учителя всегда сегодня наготове, есть материалы оцифрованные, только, пожалуйста, не думайте, что это PDF-файлы. Это специальным образом сформированный контент, преобразованный с помощью цифры, который позволяет поддерживать вот эти учебные занятия. Они есть разные, вы сегодня их тоже реализуете. И сейчас конференция идет в гибридном формате. Кто-то есть в очной аудитории, кто-то есть вот в виртуальном классе, например, так же, как и я. Все это породило новые методики, новые подходы, о которых мы можем говорить отдельно, и это отдельная история. Я специально для вас в презентации это оставила. Надеюсь, что как-нибудь мы еще раз встретимся, не только в рамках конференции, и поговорим именно о новой методике, о новых подходах к организации учебного процесса в условиях цифровой образовательной среды. А сейчас мне просто хочется вашим временем дорожить, и если есть вопросы, я готова на них ответить. Ефимовна, благодарим вас за такое выступление. Коллеги, если есть вопросы, можно их задать. Пока есть такая уникальная возможность. Так, у нас есть вопрос в студии, Марина Ефимовна. Сейчас Да, передадим микрофончик. с удовольствием. Перед экраном, да? С камерой, да. Здравствуйте. Я работаю в Центре дистанционного обучения, и меня заинтересовало поступление именно в вашу магистратуру, потому что у нас работают учителя, которые, конечно же, проходили курсы различные, но, наверное, поступление в магистратуру – это был бы какой-то новый шаг. Они у нас практики, как раз мы создаем цифровую образовательную среду на основе Moodle, поэтому с удовольствием бы хотели поучиться. Ой, спасибо большое за такой вопрос. Он для меня тоже очень важный.
Значит, магистратура, она заочная. Сейчас работаем мы дистанционно, и поэтому, если есть у вас желающие, то нужно нам с вами этот вопрос вспомнить в феврале, в марте, и мы тогда подготовимся вместе к вступительным испытаниям, которые проходят в сентябре, в первой декаде сентября, и с ноября следующего года приступим к занятиям. Это действительно удобно, потому что у вас всегда будет проводник. Тот, кто вот на волне, тот, кто занимается инновациями, всегда будет готов оказать помощь, и в том числе вместе со мной, с моими магистрантами. Так что я буду ждать. Хорошо. Будем тоже Спасибо. ждать. Спасибо. Спасибо. Коллеги, может быть, еще есть вопросы? Коллеги, у нас по ту сторону экрана 38 человек на данный момент находится, кто подключился к нам заочно. Пожалуйста, может быть, если у вас есть вопросы, можете задать их в чате, либо во вкладочке «Вопросы». Ну, а мы, Марина Ефимовна, всегда поражаемся вашему профессиональному мастерству, как вы можете простым языком рассказать о сложных, методологически важных вещах. Спасибо большое. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться. Действительно, вот те вопросы цифровой педагогики и цифровой дидактики, о которых вы в конце своего выступления сказали, они, конечно же, нас всех тоже очень интересуют. Я думаю, что мы продолжим наше общение в рамках других обучающих наших мероприятий. Спасибо большое. Доброго дня вам. Спасибо. Коллеги, сегодня с нами работают не только те 38 участников, да, которые подключились к нам дистанционно, но и коллеги в студии. Порядка 40 участников, больше 40 участников. Ну, конечно, это только 10-я часть тех, кто зарегистрировался на участие в нашей площадке. Но мы рады, что вы с нами, что вы готовы к нашей совместной работе, и будем продолжать. Я передаю слово Виталию Владимировичу Альшанову, региональному менеджеру по Центральному и Северо-Западному федеральным округам университета Иннополис. Виталий Владимирович представит нам цифровой образовательный контент как инструмент педагога в учебном процессе и повышения цифровых компетенций. И далее я передам права ведения нашей площадки Вячеславу Алексеевичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Альшанов Виталий Владимирович. Я представляю Центр цифровизации образовательной деятельности университета Иннополис. Университет Иннополис является оператором федерального проекта под названием «Цифровой образовательный контент». Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», проект «Кадры для цифровой экономики». И цель этого проекта – предоставить школам и учреждениям СПО бесплатный доступ к большому количеству верифицированного цифрового образовательного контента. Инициаторы этого проекта – Министерство цифрового развития и Министерство просвещения Российской Федерации. Ну и к концу 2024 года 100% школ, здесь немножко скромные цифры на слайде написано, то есть 100% школ должны быть подключены к данному проекту. На экране вы видите логотипы. Я думаю, большинство этих компаний вам известны. 14 компаний. Я не буду тратить время перечислять их, потому что это займет долгое время. И к этим 14 компаниям в ближайшее время, в октябре, добавится еще 10 компаний. Это есть и известные компании, названия которых у всех на слуху. Это есть менее известные компании. Но, тем не менее, это российские компании, разработчики образовательных ресурсов. И все эти ресурсы доступны школам и учреждениям СПО совершенно бесплатно. Для того, чтобы получить доступ, необходимо перейти на сайт educont.ru. Какие преимущества у этих ресурсов и у этого проекта? Во-первых, ресурсы проходят процедуру верификации. Занимается этим Институт развития стратегии образования Российской академии образования. В настоящее время на слайде написано более 1300 курсов. Сейчас в октябре будет уже более 1500 курсов. Это такое количество, которое достаточно просто в список даже посмотреть, пролистать его сложно. Но я про это сейчас тоже несколько слов скажу. Кроме предоставления доступа к ресурсам, реализуется программа развития цифровых компетенций, и смысл этой программы
в том, чтобы научить педагогов эффективно использовать ресурсы. Здесь есть несколько мероприятий. Первое из них – это педагогам предлагается пройти оценку цифровых компетенций. Небольшой тест, ну, точнее, условно говоря, небольшой тест, время где-то от 1 до 2 учебных часов. И по результатам этой оценки педагог сможет увидеть, какие сильные стороны, какие стороны можно еще развивать, и получит рекомендации по развитию своих цифровых компетенций. Также в рамках проекта у нас реализуется несколько курсов повышения квалификации. Это и курс, который так и называется «Цифровые инструменты и сервисы в учебной деятельности». Второй курс, тоже название сейчас у всех на слуху, это «Развитие функциональной грамотности». Ну и в настоящее время появится еще один курс. Не буду пока говорить название, чтобы небольшую интригу создать. Кроме этого, поставщики, разработчики электронно-образовательных ресурсов проводят большое количество вебинаров, причем эти вебинары, они все практикоориентированные, и цель этих вебинаров как раз тоже научить, показать на примерах, как эффективно использовать те или иные ресурсы. Есть вебинары общего плана, есть предметы по предметным областям, есть по определенным темам экспертные вебинары. Ресурсов, как я уже сказал, что большое количество, и я бы хотел обратиться к аудитории и узнать ваше мнение. Как вы думаете, хорошо это или плохо для школы, для учителя, когда вам предоставляется бесплатный доступ к огромному количеству ресурсов? Плюс это или наоборот, это не очень хорошо? Как вы думаете? Все скромные, но я бы все равно хотел бы услышать. Коллеги, а, наверное, не пользуетесь ресурсами, поэтому молчание, что ли? Ну вот, если взять учителя, есть ли у него возможность использовать, ну, хотя бы 3? То есть, с одной стороны, как будто бы это и затратно, и по времени, и по прочему, а с другой стороны, если один используем, то есть у разных ресурсов еще есть разные возможности. То есть, возможно, для начальной школы это в большей степени, предположим, платформа Учи.ру, для более старших, хотя Е-класс, там и начальная школа продвинута. То есть для учителя это сложно в каком плане? Затратно по времени, чтобы отобрать, посмотреть, подготовить что-то. Согласны со мной? Совершенно верно, да. Ну, я специально, на самом деле, задал такой провокационный вопрос. Если мы из сферы образования, например, обратимся в другую сферу, например, в магазин захотели пойти купить продукты. В какой магазин мы пойдем? В сельский магазин небольшой, в сельскую лавку, или там, в супермаркет, там, ленту, где одних и тех же товаров там десятки. И нужно стоять и выбирать, думать, а какой же лучший товар, что мы купим. Но все-таки, когда есть выбор, когда есть возможность выбора, и каждый педагог может найти для себя что-то интересное, нет смысла, наверное, изучать все инструменты, но, по крайней мере, посмотреть и найти что-то интересное в любом случае можно. В принципе, про проект, то, что хотел кратко рассказать, я рассказал. Основные возможности, не буду уже там в детали углубляться. Самое главное, сайт educont.ru. Я рекомендую всем зайти на этот сайт, посмотреть, что там есть интересного. Про процедуру регистрации подробно не буду останавливаться, поскольку на главной странице есть подробные инструкции и для руководителя, и для педагога, и для родителей, обучающихся. Все там подробно написано. Но если у вас
возникнут вопросы, хотя нет, на одном слайде все-таки остановлюсь чуть подробнее. Это какие материалы представлены на портале. Кроме ресурсов по школьным предметам, есть большое количество дополнительных материалов, которые существенно расширяют и которые можно использовать во внеурочной деятельности. Это и курсы по программированию, это курсы по подготовке к олимпиадам и к ЕГЭ. У родителей, старшеклассников очень это востребовано, и когда мы об этом говорим, очень активно все интересуются. Есть материалы и по развитию функциональной грамотности, тоже, как я уже сказал, которые у всех на слуху. Есть материалы для работы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень большое количество материалов, которые можно использовать как в школьных предметах, так и во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании. Я уже говорил, что материалы проходят процедуру верификации. По школам республики у нас республика активно использует эти ресурсы. На экране цифры уже не актуальны, поскольку это цифры по состоянию на август. В сентябре подключились еще новые школы, тоже, которые начали активно использовать ресурсы. Ну и последний слайд я с нашими контактами тоже оставлю. Адрес educont.ru. Есть телефон, электронная почта, если у вас возникнут какие-то вопросы, и мои контакты, телефон, электронная почта, тоже можно в любое время можете звонить по любым вопросам, связанным и с подключением, и с использованием ресурсов. Мы постараемся помочь ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то готов ответить либо сейчас, либо можете обращаться в любое время. Коллеги, есть вопросы? Коллеги, поднимите руку, в чате поставьте цифру 10. Кто зарегистрирован на этом сайте, зарегистрировал своих детей и использует этот ресурс. В зале нет, а в чате цифру 10. Смотрите, чего вы сейчас лишаете детей. Даже если вы с ними не будете работать, даже у них многие родители используют эти ресурсы. Вы знаете, на Учеру, например, там есть бесплатно 20 карточек. В Я-классе тоже есть бесплатный вариант. Наверняка и в других ресурсах тоже есть бесплатный вариант. Здесь есть возможность использовать эти ресурсы полноценно. Единственное, достаточно сложноватая, будем говорить так, регистрация. То есть учитель регистрируется через портал госуслуг, директор подтверждает, что это учитель его школы, но в первую очередь должна еще зарегистрирована быть школа. Поэтому узнайте, зарегистрирована ли ваша школа. Вот у нас стоят компьютеры, можно будет там во время перерыва или когда, сейчас даже попробовать. То есть, а вы, как учителя, вы подтверждаете, что это ваш ученик. То есть родители регистрируют ребенка, а учитель должен подтвердить на этом сайте, что это ребенок вашего класса, вашей школы. То есть сложноватая регистрация, но она дает ребенку полноценный бесплатный доступ к ресурсам, вот в данном случае 14 компаний, а еще добавится 10. То есть вот на сегодняшний день как бы школа лишает возможности ребенка заниматься самостоятельно. Пусть даже если учителя не сопровождают его в этом процессе, не используют эти ресурсы, возможно, что дети хотят самостоятельно. Ну, в чате ответило достаточно много человек, 5 человек ответили, что они используют ресурс. Поэтому вот мы с Виталием Владимировичем призываем вас все-таки посмотреть его, в школе обговорить и все-таки зарегистрировать школу, а здесь со стороны администрации должны быть действия какие-то, и прорекламировать для своих детей. То есть на сегодняшний день это бесплатные ресурсы. Но до этого, я знаю, многие родители просто покупали эти ресурсы и платили деньги. Сейчас это все можно будет делать бесплатно. Виталий Владимирович, мы вручаем сертификат вам как участнику нашего сегодняшнего форума, нашей сегодняшней стратегической сессии, то, что у нас вы выступили. И, коллеги, давайте поблагодарим.
Вячеслав Алексеевич, большое спасибо и за сертификат, и за такую эмоциональную рекламу нашего проекта. Спасибо. Ну, как бы проект уже существует практически год, то есть он запустился в сентябре прошлого года. Кто немножко знаком, сроки постоянно отодвигались, то есть надо было до 1 декабря зарегистрироваться. Потом там следующая дата была, потом до 1 сентября уже этого года, ну и так далее. Поэтому используйте, дайте возможность детям использовать. И, в общем-то, я думаю, что мы с Виталием Владимировичем сейчас наметим блок, серию там мероприятий с приглашением вот, всех этих разработчиков, проведем какие-то семинары. Я думаю, что это будет только на пользу нашим детям. Спасибо. Так, мы идем дальше. Гончарова Оксана Анатольевна, учитель истории и обществознания, школа номер 1 города Емва. Цифровые инструменты в работе учителя истории. Всем добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы представить некий такой обобщенный опыт именно как практика, да, учителя истории. Поэтому в 2 словах мне хотелось бы сначала сказать о том, что школьный курс истории ориентирован как учебный предмет прежде всего на владение учащимися основами знаний об историческом пути человечества, его социальном, духовном, нравственном опыте, формирование конкретно исторических представлений об исторической эпохе, вооружение учащихся методами решения практических задач, умение работать с историческими источниками. Большое значение для достижения этих ориентиров имеет то, как учитель умеет выделять главное, основное на каждом уроке с тем, чтобы оно было понятно абсолютно каждому ученику. Но практически каждый урок истории наполнен понятиями, фактами, терминами, которые на сегодняшний день уже очень-очень давно не применяются, не используются. И по большому счету вызывают недоумение учеников. Зачастую ученики совершенно абстрактно, а то и вовсе никак не могут представить себе те единицы образовательного материала, которые необходимы для достижения поставленной на уроке цели. Лучина может быть именно рисована в виде лазерного луча. Ямщик представляется им кем-то вроде человека, упавшего в яму. Эполеты, ученики мне сказали, что это, скорее всего, пилоты самолетов. Эти и многие другие не менее забавные, иногда печальные ассоциации мне приходилось слышать от учеников. То есть ученики не только не представляют себе функциональность, но и не знают, как выглядит тот или иной объект, тот или иной предмет. Решить эту задачу наряду с другими задачами истории помогает метод визуализации. Визуализация – создание условий для зрительного наблюдения. В методике обучения истории общепризнанным является положение, что работа с изобразительными средствами наглядности является важным условием развития представления учащихся о прошлом, которые лежат в основе формирования знаний о фактах и понятиях изучаемой эпохи. Метод представления информации в виде оптического изображения, например, в виде рисунков, фотографий, графиков, карт, диаграмм, выходит совершенно на новый качественный уровень при использовании цифровых инструментов на уроке, так как они позволяют объединить огромное количество изобразительных, звуковых, условно-графических, видео, анимационных материалов. Часть этих инструментов, которые я использую на уроке, мне хотелось бы представить публике уважаемой. Одним из цифровых многофункциональных средств обучения, используемых в практике, является интерактивный плакат. Способ визуализации информации на основе одного изображения, которому в виде меток, горячие точки их иногда еще называют, прикрепляют ссылки на веб-ресурсы, интернет-документы, какие-то мультимедийные объекты, видео, аудио, возможно, какая-то викторина, опрос, игра и так далее и тому подобное. Этим обеспечивается многоуровневая работа с определенным объемом информации на всех этапах. Первичной передачи информации, переработки, сжатия, контроля информации, получения информации. Следующий инструмент – визуальная экскурсия.
Онлайн-посещение музея или 3D-экспозиции – идеальная возможность рассказать обучающимся о преимуществах и достоинствах культурного объекта, так как у ребенка создается полный эффект присутствия. Ученик может детально рассмотреть все, и, кроме того, достаточно часто после такого посещения ученик, ребенок имеет возможность поделиться ссылкой на это путешествие там, в группе класса, на своей странице в социальной сети и так далее. Следующий момент, следующий инструмент, который мне помогает как учителю истории, это анимационный ролик. Короткое анимированное видео с действующими персонажами, способного донести разнообразные сообщения ясным, ярким и кратким образом в целях освоения и закрепления каких-либо данных. Ну и историю невозможно представить себе без карты. В данном случае интерактивной карты. Возможность раскрыть динамику событий и процессов в таких картах получила свое непосредственное воплощение. Школьник наглядно видит, как меняются границы, возникают города или отступает армия после нанесенного поражения. Кроме того, к таким картам есть возможность прикрепить изображение какого-то объекта, биографию исторического деятеля, его портрет. И также такие карты дают возможность осуществлять контрольно-оценочную деятельность, так как содержат задания различного типа и уровня. Эти и другие цифровые инструменты учитель может применять как готовые, уже созданные, так и создавать самостоятельно. Но я хотела бы сказать о том, что для этого необходимо использовать собственные цифровые ресурсы. В своей работе я использую различный контент, но чаще всего следующее. Это образовательные платформы, Российская электронная школа, Московская электронная школа, Яндекс учебник. С этого учебного года, кстати, вот я попробовала Учеру использовать, потому что там увидела, что по истории, да, возникли, вот раньше это была проблема, сейчас эта проблема решена, да. Вот. Все они содержат курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталоги музеев, фильмов, музыкальных каких-то концертов. Обучающиеся могут посмотреть онлайн-уроки по различным темам, выполнить задания, тренажеры для отработки навыков в интерактивной форме и использовать какой-то момент соревновательности, так как присутствуют марафоны, там, карточки, да, нам понравилось. Электронная форма учебника. Электронные учебные курсы, в котором информация по дисциплине представлена в виде видео, аудио, той же самой анимации и других графических средств. Развитая система связи и поиска позволяет мгновенно переходить от одного раздела или фрагмента учебника к другому. Узнать, насколько хорошо усвоен материал, можно сразу же, так как учебники содержат интерактивные задания. Также я хотела бы обратить ваше внимание на то, что достаточно такую существенную помощь в работе учителя оказывают информационные сайты федеральных программ и проектов. В частности, я использую для тех же самых виртуальных экскурсий портал «Культура.рф». Огромное количество информации об интересных и значимых событиях, людях в истории литературы, искусства, всех сферах духовной жизни нашего общества и мирового сообщества. Или проект «Минутная история». Для меня было это просто открытие. Проект реализован межрегиональной общественной организацией «Большая семья» при поддержке фонда президентских грантов. В рамках образовательного проекта «Минутная история» вышло около 50 коротких видеороликов об истории России. Каждый выпуск проекта представляет анимированный ролик, который занимает ровно 1 минуту и рассказывает о каком-нибудь интересном и важном факте из истории Отечества. Кстати, кроме «Минутной истории», сейчас этот проект поддерживает такие темы, как минутная культура, минута о Великой Победе и так далее. Современному педагогу, владеющему ИКТ-компетенциями, под силу поместить историческое содержание в некую современную оболочку с помощью новых средств визуализации. Если вооружиться новыми форматами и включить их в образовательный процесс, можно добиться решения очень многих педагогических задач.
В результате применения цифровых инструментов большинство учащихся стали лучше воспринимать информацию. Цифровые инструменты дали возможность каждому учащемуся, независимо от уровня подготовки, активно участвовать в процессе образования, индивидуализировать свой процесс обучения, осуществлять самоконтроль, быть не пассивным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои возможности. Учащиеся получают удовольствие от самого процесса, зачастую независимо от внешних мотивационных факторов. Спасибо. Может быть, вопросы? Коллеги, вопросы? Есть учителя истории? Ну, задайте вопрос, поставьте в затруднительное положение. Я постараюсь Оксана достойно из Анатольевна. него выйти. Да, да, пожалуйста. Стоп. Если можно, да, микрофончик. Потом только выключите его. Добрый день, да. Но мне бы хотелось узнать, что... Мне бы хотелось узнать, вот так вот, наверное, какими интерактивными сервисами, ну, после 24 февраля вы еще продолжаете пользоваться, потому что у меня как бы 2/3 сервисов слетело. Да. Вот в частности меня волнуют ваши карты, потому что нам, допустим, по физике тоже это нужно использовать, и опросники, потому что ни Kahoot, ни Quizzes, все у нас слетело, не используется. Чем вы меня порадуете? Ну, как бы вам сказать, дело в том, что я человек запасливый, достаточно большое количество интерактивного материала я коплю заранее. И в силу того, что имеется возможность у нас у школы, да, достаточно большая, в школах, наша школа конкретно полностью оборудована всем необходимым для того, чтобы вот все эти процессы осуществлять, все это было скачано заранее по темам, я как бы могу использовать тот материал, который уже мной накоплен. Хорошо, спасибо. Потому что действительно это проблема даже с той же минутной историей, потому что она опубликована, она помещена на Ютубе. А мы все знаем, что... С точки зрения качества образования, скажите, пожалуйста, вы отслеживали, мониторили знания обучающихся, успеваемость? Как это повлияло? Да, то есть, знаете, я использовала на неких определенных разделах, которые содержат темы, связанные именно с изучением тех терминов и понятий, которые мы бы сегодня условно назвали устаревшими. И есть в истории такой тип проверки знаний, как терминологический диктант. После использования цифровых каких-то инструментов я видела, что понимание самого термина при выполнении этого задания у всего класса значительно возрастает. К сожалению, я сейчас не могу цифры озвучить, не стала включать это в свое выступление. Видимо, сделала ошибку, нужно было сделать это. Спасибо. Коллеги, раз. Коллеги в чате, пожалуйста, тоже вопросы ждем. Циферку 5, если понравилось выступление Оксаны Анатольевны, чтобы я ей сертификат вручил. О, пошли пятерочки. Так, коллеги, самые активные участники в чате тоже получат сертификат. У нас сертификаты участников получат только очные участники и самые активные в чате. Поэтому давайте вопросы, оценки свои. Так, Оксана Анатольевна, вручаю вам тоже сертификат. Пятерок тут, да, достаточно, на весь экран. Поэтому вы заработали заслуги. Большое спасибо. Еще одну секундочку хотела бы сказать. Наша школа посылает своих представителей на данное мероприятие уже 3-й год. Большое спасибо за возможность принять участие. И я искренне советую своим коллегам пользоваться такой возможностью. Спасибо. Коллеги, поблагодарим Оксану Анатольевну и будем двигаться дальше. У нас сегодня, вот нас как бы пандемия и все прочее немножко разбаловало от очного участия. И сегодня вот на конференцию зарегистрировалось буквально 150 человек очно, но присутствует тут вот максимум 50 человек. Поэтому и разбаловало с точки зрения и спикеров различных. Ну вот сегодня у нас Дарья Сергеевна Мясоедова, представитель компании Учи.ру,
из Москвы приехала. Не побоялась ни пандемии, ни всех прочих дальних расстояний. Я ей предоставляю слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне особенно приятно приветствовать вас сегодня очно, но, несомненно, я рада видеть тех, кто в чате сегодня с нами и виртуально также присутствует. Коллеги, раз уж мы завели такую тенденцию перекличек, давайте, пожалуйста, поднимите руки, пожалуйста, те, кто очно сегодня присутствует, и напишите плюсы в чате, те, кто использует нашу платформу в различных ролях, как учитель, как родитель, может быть, как сотрудник управления образования или других. Так, коллеги, отлично, вижу достаточно много рук. Так, а что у нас происходит в чате? Тоже много плюсов. Коллеги, благодарю вас. Мне очень приятно, что вы используете нашу платформу. И сегодня как раз-таки я хотела бы вам рассказать о тех инструментах, которые на нашей платформе представлены, поделиться с вами, возможно, чем-то новым. Итак, начать хотелось бы с пары слов о нашей платформе в целом. Я напомню, что платформа Учеру является крупнейшей российской образовательной онлайн-платформой, и в этом году цифра 10 для нас значит очень многое, поскольку уже более 10 миллионов учеников по всей стране используют нашу платформу, изучают школьные предметы в интерактивной форме вместе с нами. А кроме того, в этом году мы празднуем наш 10-летний юбилей. В целом платформа Учеру используется абсолютно в каждом регионе нашей страны. Это можно видеть по количеству школ, родителей и учителей, которые уже с нами. Несомненно, мы благодарны каждому, кто участвует в жизни нашей платформы. И очень гордимся данными цифрами. И очень важный вклад в данные цифры вносят и ученики, учителя и родители Республики Коми. Уже более 69 тысяч учеников суммарно с нами на платформе Учеру из Республики Коми присутствуют. Коллеги, это очень высокий показатель. Мы благодарим вас за такую высокую активность. И здесь чуть более активными стали ученики городского округа Воркута, Сыктывкар и Усть-Цилимский. Поправьте меня, если неправильно будет. Коллеги, вас отдельно благодарим за такой высокий вклад в участие в наших проектах. Я сегодня уже говорила, что платформа Учеру представлена абсолютно в каждом регионе нашей страны, но, несомненно, хотелось бы поделиться еще. А что случилось? Это кто-то у нас из спикеров решил загрузить свою презентацию. Коллеги, если у вас не загружена презентация, вы пока... Ну ладно, уже пусть сейчас загрузится. Сейчас я переключу. Да, коллеги, сделаем тогда небольшой перерыв. Астролинукс, спасибо. Я хотела сказать, что помимо того, что она используется, платформа используется абсолютно в каждом регионе нашей страны, она используется абсолютно в каждом муниципалитете Республики Коми, и для нас это очень важно, очень высокие показатели процентного соотношения учеников, которые работают на платформе Учеру относительно к общему количеству учеников, и мы, конечно, очень рады сохранять такие высокие показатели в текущем учебном году и повышать их, если это еще возможно. Но хотелось бы, конечно, поговорить мне с вами и о тех нестандартных, можно сказать, участниках образовательного процесса. Это сотрудники управления образования, институтов развития образования. Для вас у нас создан специальный кабинет для того, чтобы отслеживать статистические показатели. Для нас это очень важно, чтобы вы всегда были в курсе самой свежей информации. Кабинет региона и муниципалитета в Республике Коми, он также существует. Если с нами сегодня присутствуют на встрече также сотрудники муниципальных органов управления образованием, вы обязательно можете обратиться ко мне, я поделюсь с вами вашим муниципальным кабинетом региона и муниципалитета. И, конечно же, очень важным для нас остается наш контент, который мы размещаем на платформе. Сегодня уже звучала такая фраза, что Учеру — это больше для начальной школы, и, несомненно, мы довольно много обратной связи такой получали, и поэтому в прошлом учебном году наша команда сделала особый акцент на наполнении контентом предметов средней и старшей школы. Мы можем заметить, что педагоги уже замечают данный момент. У нас появился совершенно новый формат
курсов на платформе Учуру, который называется «Интерактивные курсы», новые интерактивные курсы, адаптированные специально для учеников средней и старшей школы, которым, знаете, становится скучно решать наши классические игровые карточки, адаптированные для учеников начальных классов. И данный формат подразумевает собой использование 3D-моделей, виртуальных экспериментов, то есть все то, что позволяет вам, как педагогам, с одной стороны, объяснить даже самые сложные темы наглядно, и, с другой стороны, сохранить академическую мотивацию и повысить академические результаты учеников. Несомненно, все то, что мы размещаем на нашей платформе, проходит соответствие на ВГОС и ПОП, а также дополнительную верификацию в рамках проекта «Цифровой образовательный контент». В целом, виды контента на нашей платформе делятся на два таких больших направления. Это интерактивные задания и задания упражнения с автоматизированной проверкой. Интерактивные задания включают в себя диалог, геймификацию, индивидуальную образовательную траекторию. То есть как раз-таки все то, о чем нам говорит ВГОС обновленный, но то, что не всегда удобно в рамках классической классной урочной системы реализовать. И задания упражнения с автоматизированной проверкой включают в себя и удобные статистические материалы, и дифференциацию по тому, кому мы хотим выдать, то есть инструменты довольно гибкие, покрывают полностью весь спектр задач, которые педагоги могут перед собой поставить, и мы будем рады, если вы будете их использовать. И, конечно же, следуя курсу расширения доступности наших сервисов, уже второй год платформа Учуру участвует в проекте «Цифровой образовательный контент». Сегодня Виталий Владимирович довольно подробно о нем рассказал. Я хочу лишь напомнить, что наша платформа в рамках данного проекта является поставщиком контента, а значит, весь контент, который мы размещаем в рамках проекта «Цифровой образовательный контент», проходит еще дополнительную верификацию. На экране сейчас вы можете видеть список контента, который уже доступен для ваших учеников в рамках проекта «Цифровой образовательный контент». Но я думаю, что Виталий Владимирович не даст мне соврать. Финальные стадии верификации контента еще проходят, а значит, что данных курсов будет еще больше, и мы будем рады поделиться с вами полным перечнем, когда он будет сформирован. Хочется отметить, что ученики Республики Коми уже используют такую поистине уникальную возможность активации неограниченного и абсолютно бесплатного доступа к контенту Учуру в рамках проекта «Цифровой образовательный контент». С начала сентября уже 195 учеников из Республики Коми активировали данный доступ, и 127 учеников из Республики Коми используют такую возможность регулярно. Здесь мы можем видеть топ самых активных муниципалитетов в рамках проекта «Цифровой образовательный контент». Коллеги, я думаю, что, несомненно, данные показатели, учитывая то, что прошел всего лишь месяц в рамках проведения проекта в новом учебном году, они довольно высокие, но мы уверены, что у этих показателей есть и свой потенциал роста, а значит, еще больше учеников смогут воспользоваться такой возможностью, и мы призываем вас проинформировать ваших педагогов, ваших учеников о такой возможности, если они еще о ней не знают. Хочу немного остановиться на том, как у нас устроена вообще платформа. Мы получаем довольно много обратной связи от 450 тысяч педагогов, более 10 миллионов учеников, и стараемся делать интерфейс понятным и удобным для каждого пользователя нашей платформы. Сейчас вы можете видеть интерфейс кабинета ученика. Как вы можете видеть, здесь все максимально доступно и понятно. Плашками подписано, у нас есть доступ и к предметам основной общеобразовательной программы, и отдельно выведены домашние задания от педагога, если вы их используете в рамках использования платформы Учуру, а также олимпиадные задания, в том числе задания прошлых лет, которые вы можете разбирать с учениками на уроках или выдавать в качестве домашних заданий. Кабинет учителя построен также максимально удобно. Здесь есть несколько таких смысловых блоков. В левой части мы можем видеть, что у нас выведены те предметы, которые вы выбрали для использования на платформе, а также отдельный раздел «Сервисы», где вы можете
использовать полный набор функционала УЧРУ. Это и интерактивный контент, о котором мы сегодня говорили, и задания и упражнения с автоматизированной проверки, а также каталог материалов, который уже распределен по классам, по темам, максимально удобно. То есть все материалы, которые вне зависимости от типа контента размещены, будут для вас доступны в рамках данных сервисов. И, конечно же, примеры статистических материалов. Это как раз-таки один из, наверное, 1000 пунктов, но очень важный, из причин, по которой платформу УЧРУ выбирают у нас уже более 10 миллионов учеников и 450 тысяч педагогов. И, несомненно, форматы использования платформы УЧРУ, они очень различны. Я хочу отметить, что платформа УЧРУ может использоваться абсолютно в любой школе, вне зависимости от ее инфраструктуры. На экране мы сейчас представили 3 самых популярных формата использования платформы в школах по обратной связи от педагогов, но, несомненно, тот неограниченный доступ в рамках проекта «Цифровой образовательный контент», о котором мы сегодня с вами говорили, можно и неограниченным количеством способов реализовывать, то есть все зависит от вас, здесь мы дали лишь варианты. И хотелось бы, конечно, поговорить с вами отдельно о тех проектах, которые на платформе УЧРУ мы представляем уже 10 лет. Начать хотелось бы с олимпиадного движения, которое традиционно на платформе УЧРУ каждый год представлена. Мы можем видеть, что в прошлом учебном году уже суммарно более 39 тысяч учеников поучаствовало в олимпиадах на нашей платформе. Я напомню, что в целом олимпиады у нас направлены на формирование академической мотивации, повышение академических результатов и также проводятся в интерактивной форме. А сейчас вы можете видеть статистику по участию учеников в онлайн-олимпиадах УЧРУ в прошлом учебном году в разбивке по олимпиадам. И хотелось бы отдельно остановиться на 2 самых популярных олимпиадах в прошлом учебном году. Ими стали Олимпиада «Безопасные дороги» и Олимпиада по математике УЧРУ. Суммарно более 23 тысяч и более 11 тысяч учеников поучаствовало в данных олимпиадах. Коллеги, мы действительно уверены, что данные тематики, они очень востребованы, и мы рады, что ваши ученики и педагоги выбирают нашу платформу для того, чтобы обучать и проводить мероприятия по данным тематикам для своих учеников. Хочется отметить, что большинство наших олимпиад мы проводим совместно с крупными партнерами, такими как ОНО «Национальные приоритеты», Банк России и так далее. Я хочу поделиться с вами графиком онлайн-олимпиад в первом полугодии текущего учебного года. Возможно, кто-то из вас уже в них поучаствовал или видел, что они доступны на нашей платформе к проведению. Год начался у нас с олимпиады по русскому языку и литературе. Она будет доступна до 3 октября к прохождению, поэтому мы уверены, что, конечно, такое направление, особенно при партнерстве национального проекта «Культура», может быть востребовано. Также нас ожидают олимпиады по математике и безопасным дорогам, которые уже зарекомендовали себя как популярные в Республике Коми, и новые направления, в том числе и для нас, это Олимпиада по безопасному интернету, Олимпиада по направлению, которому обновленный ВГОС очень большое внимание уделяет, а также Олимпиада по шахматам, которая уже доступна на платформе УЧРУ к прохождению и будет длиться до 17 октября. И я предлагаю вам, коллеги, познакомиться с первыми промежуточными результатами участия в наших Олимпиадах в текущем учебном году. Мы можем видеть, что Олимпиада, с которой у нас стартовал текущий учебный год, по русскому языку и литературе, уже стала востребованной среди учеников Республики Коми. Более 4000 учеников уже поучаствовали. Топ-5 самых активных муниципалитетов вы можете видеть на экране, но я напоминаю, что до 3 октября еще доступно к прохождению данной олимпиады, значит, список еще может измениться. И Олимпиада по шахматам, направление, которое мы реализуем впервые, стартовала чуть позже, поэтому здесь немного меньше участников, более 1100, но тем не менее эта тематика также остается востребованной в Республике Коми, и до 17 октября можно будет поучаствовать в данной Олимпиаде.
И, конечно, для нас очень важно направление выяснить, насколько именно регулярные занятия на платформе Учи.ру влияют на академические результаты учеников. С этой целью ежегодно мы на примере разных регионов проводим исследования для того, чтобы это выяснить. В прошлом учебном году мы провели исследование в Курской области, где более 3500 учеников поучаствовало. Ученики были поделены на две группы, контрольная и экспериментальная, где в первой занятия проводились без использования платформы Учи.ру, а во второй с регулярным использованием платформы. И данный эксперимент показал, что именно в той группе, где платформа использовалась регулярно, прирост академических результатов в выходном тестировании составил около 10%, что доказывает, что платформа Учи.ру позитивным образом влияет на академические результаты учеников, такой статистически важный и значимый результат. И, конечно, мы стараемся развивать компетенции не только учеников, но и педагогов. С этой целью на платформе Учи.ру представлены курсы повышения квалификации. Они, как и все у нас, проводятся в онлайн-формате. Набор на курсы осуществляется каждый месяц. По ссылочке, которую мы разместили на слайде, уже 85 педагогов из Республики Коми воспользовались такой возможностью. Тематики вы можете видеть на экране, поэтому будем рады, если данные курсы также окажутся для вас востребованы. И хочу отметить, что данный курс у нас входит в федеральный перечень. И, несомненно, такое направление, как выявление предметных дефицитов, сегодня мы уже с ним сталкивались, это довольно важное направление как для педагогов, так и для учеников. С этой целью на платформе Учи.ру проводится проект «Срезы знаний». В прошлом году он также у нас уже проводился. Я напомню, что данный проект проводится в формате 3 независимых тестирований в течение учебного года для учеников 2-9 классов. Более 33 тысяч учеников из Республики Коми уже поучаствовали. И хочу поделиться с вами промежуточными результатами первого тестирования, которое у нас уже запущено в рамках проекта «Срезы знаний» с 12 сентября по 21 ноября. Мы можем видеть, что уже более 1000 учеников из Республики Коми поучаствовали в данном проекте. И также перечень самых активных муниципалитетов. Хочу познакомить вас с форматом, в котором у нас вообще проводится данный проект в текущем учебном году. Мы постарались сохранить все самое лучшее с прошлого года, а именно сохраняем этот формат для учеников 2-9 классов в формате 3 независимых тестирований по предметам математика и русский язык. Даты проведения тестирований вы можете видеть на экране. Мы старались подбирать их специально таким образом, чтобы у ваших учеников была возможность своевременно подготовиться к ВПР, перенесенным на осень, к другим контрольным работам, которые уже встроены непосредственно в учебный план. Также сохраняем здесь защиту от списываний, 20-минутный таймер, который позволит использовать тестирование срезов знаний в рамках классно-урочной системы, не нарушая нормы Санпин, а также подробные отчеты и рекомендации статистические, которые мы предоставляем на всех уровнях. Я хочу с вами поделиться тем, что педагоги у нас получают по итогам проведения срезов знаний Учи.ру. Как только ваш класс поучаствует, сразу же вы получите информацию о том, какие задания стали самыми сложными для ваших учеников, с какими, наоборот, лучше всего справлялись, в каких больше всего ошибались. И по каждому ученику будет дана такая тепловая цветограмма, где зеленым будут отмечены темы, с которыми ученик справился хорошо, красным – темы, которые вызвали затруднения. И здесь система предложит сформировать индивидуальную автоматическую сгенерированную работу на восполнение индивидуальных дефицитов каждого конкретного ученика, но в целом можно использовать ее диагностическим образом, да, то есть если мы увидим, что, например, тема синтаксис западает у большого количества учеников, возможно, это повод для того, чтобы отдельно проработать ее фронтально и подготовиться к работам, которые уже пишутся непосредственно на оценку. Несомненно, заместители и руководители образовательных организаций также важную роль играют во всех наших проектах, и срезы знаний здесь не исключение. И для них у нас создан отдельный
кабинет, который называется кабинет администратора. Здесь уже по срезам знаний, ну и вообще по всем проектам можно отслеживать информацию в разрезе школы. По срезам знаний мы сможем с вами увидеть информацию по тому, какие классы приняли участие, какие педагоги выдавали тестирование, качественные результаты по параллелям, сколько учеников из каждого класса приняли участие и так далее. Коллеги, мы будем рады, если данный инструмент будет востребован, поскольку как и в кабинете муниципалитета и региона, здесь у нас вся информация в выгружаемом формате, в редактируемом, то есть можно использовать для внутренней отчетности, для совещаний и так далее. В целом, коллеги, моя повестка завершается. Я хочу ее в таком визуальном формате для вас резюмировать. Нас ожидают довольно много интересных проектов. Это и срезы знаний, олимпиады, и активация доступа в рамках проекта «Цифровой образовательный контент». И для того, чтобы максимально оптимизировать вашу работу, это как раз-таки то, на что направлена деятельность нашей платформы, для того, чтобы оставить время для самого главного, для общения с вашими учениками. Как сегодня уже звучало, время — это самый важный ресурс. Мы предлагаем вам следовать следующему плану. Это в самое ближайшее время создать и настроить кабинет администратора, если у вас еще такового нет, и активировать бесплатный и неограниченный доступ к контенту УЧРУ в рамках проекта «Цифровой образовательный контент» на лендинге проекта educon.ru. И также напоминаем, что вот буквально на следующей неделе заканчивается возможность принять участие в Олимпиаде по русскому языку и литературе, поэтому если есть еще желающие принять участие, то это необходимо сделать до 3 октября. Кроме того, до 21 ноября доступно прохождение срезов знаний УЧРУ по русскому языку и литературе. Это такой моментальный способ для выявления и компенсации предметных дефицитов, поэтому мы уверены, что такое направление также очень важно для ваших учеников. И, конечно, как мы сегодня уже с вами отмечали, именно регулярные занятия с использованием платформы УЧРУ влияют позитивным образом на академические результаты учеников, поэтому в качестве такого вашего персонального эксперимента предлагаем вам до конца этого календарного года поработать на платформе УЧРУ регулярно и заметить именно на своих учениках, как же это влияет на платформу. А мы, конечно, всегда будем рядом и постараемся помочь вам в сложных ситуациях, если у вас такие возникнут. В связи с этим я делюсь контактами нашего регионального куратора, это Кузнецов Эдуард Олегович, но вы можете также и обращаться ко мне. Я сегодня принесла с собой визитки, поэтому те, кто присутствует у нас очно, вы сможете обратиться ко мне по телефону, который я оставлю, но я думаю, что мы еще дополним эту презентацию моими контактами тоже и разместим. Коллеги, у меня все. Спасибо большое вам за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы, если такие имеются. Коллеги, вопросы? Давайте поблагодарим тогда Дарью Сергеевну. Коллеги в чате... есть в чате вопросы, наверное? Нет. Благодарность. Оценочку 5 поставьте, пожалуйста. Давать мне сертификат или нет? Напоминаю, самые активные участники в чате получат тоже сертификат участника конференции. Не забываем это, поэтому ставим 5 больше. Ну, дополню еще вот по олимпиадам. Перед каждой олимпиадой у вас там есть обязательно пробные туры, по-моему, насколько я знаю. Не перед каждой, но мы перед каждой олимпиадой направляем соответствующее письмо коллегам в управлении образования, чтобы все были уведомлены соответствующим. А попробовать можно в рамках заданий прошлых лет. Ну да, поскольку да, по да. многим, То есть пробные туры тоже есть. Конечно. Коллеги, у нас есть вот компьютерный класс в той части, поэтому Дарья Сергеевна здесь поможет зарегистрироваться. Да, коллеги. Виталий Владимирович поможет тоже на EduCont, если появятся желающие. Вот в ходе нашей конференции можно потихонечку уединиться и поработать.
Коллеги, вот вижу вопрос про расширение количества карточек для детей в день. Так мы же сегодня с вами уже очень много говорим про проект «Цифровой образовательный контент», который снимает все ограничения на тот список контента, который был представлен на слайде. Я сейчас вам его еще раз продемонстрирую. Да, только на сайте Edukont надо зарегистрироваться. Да, конечно. Edukont.ru. И активировать И доступ все будет к контенту. бесплатно и в неограниченном количестве. И активировать доступ к контенту у ЧРУ. Я хочу отметить, что наши курсы там, они начинаются с фразы такой «интерактивный курс», поэтому вводите интерактивный курс, и сразу будет у ЧРУ у вас выведено также. В целом, всегда можете обратиться к нам, мы поможем, если что, с активацией. Так. Коллеги, пока вопросов больше не вижу, в аудитории тоже нет, поэтому Спасибо. будем рады получить их по электронной почте или мобильному телефону. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас следующий блок. Все мы знаем, что на сегодняшний день у нас сложная международная обстановка. В связи с этим уходят многие производители программных продуктов. И вот следующий блок у нас связан с российским продуктом. Это операционная система Astra Linux. И что мы можем сделать, как мы можем порешать эти вопросы. Вот я приглашаю из государственной компании Astra поделиться своим опытом и своими предложениями. Так, Роман Борисович Борисов. Коллеги, добрый день. Добрый день. Только у меня презентация немножко другая. Это, Да, мы немножко сейчас поменялись местами, да, с моими коллегами, поэтому Сейчас мы начну я, поменяем. коллеги меня поддержат. Так, Саша Борисов, должна быть презентация. Открой материалы. Материалы открой. Ага, здесь посмотри. Вот вроде есть. Угу. Вам тогда слово. Ага, да, спасибо, коллеги, еще раз. Приветствую всех на этом мероприятии. Да, постараюсь оперативно рассказать, чем наша компания может помочь образовательным организациям, да, Республики Коми. Вот. Со своей стороны, то есть хотел бы сказать, что в группу компаний, да, не государственная компания, группа компании Astra входит ряд продуктов. Вот. Соответственно, эти продукты уже разработана целая экосистема продуктов. Вот. Основной наш продукт — это, конечно же, операционная система. Она входит в реестр российского программного обеспечения, то есть можно использовать как обычную версию, так и защищенную. Есть и серверные варианты нашей операционной системы. Плюс есть система виртуализации Breast и Termidesk, это два продукта, которые тоже призваны помочь переход с VMware там на какие-то тоже российские решения. Соответственно, вот можно их использовать для виртуализации и для перехода на них. Есть своя собственная система RuBackup, система бэкапирования, тоже для многих актуальна. Есть собственный продукт ALD Pro, это аналог MS Active Directory, тоже для сетевого обновления, сетевых установок и так далее. Есть система WorkSpot, это защищенный контур, в котором можно там обмениваться сообщениями, передавать файлы, подключать туда почтовые сервисы, то есть все это в защищенном контуре находится. Также есть свой почтовый клиент. Недавно вот как бы завершились финальные установки его в нескольких фаилах. То есть это очень новый достаточно продукт. Буквально несколько месяцев назад у нас появился. И еще новые продукты, которые вошли буквально недавно тоже в нашу систему. Это тоже касается виртуализации. Могу поподробнее про все эти продукты при необходимости рассказать. Но сейчас я бы хотел как раз рассказать больше, чем мы можем помочь как раз именно образовательным организациям, какие активности у нас в этом направлении ведутся. Начну с того, что мы занимаем сейчас 73% рынка российских операционных систем. Вот, соответственно, на голову где-то в десятки раз выше, чем ближайшие к нам конкуренты, да, больше по объему, больше возможностей по техподдержке и по доработке наших продуктов, в том числе операционной системы. Наша операционная система, она бесплатна для учеников и учителей. Это не коммерческое использование,
оборудование, то есть на домашний компьютер, вы на нашем сайте можете скачать бесплатную версию операционной системы, установить ее. Сейчас это как никогда актуально, когда Windows уже ушел из России, в принципе, лицензии уже на складах тоже, в принципе, мы видим, закончились, вот, общаясь с дистрибьюторами, поэтому, соответственно, можно бесплатно установить самую актуальную нашу операционную систему и использовать ее в домашнем компьютере. Туда уже включен LibreOffice пакет, который открывает там любой файл из Microsoft Office, да, вот, поэтому, в принципе, можно использовать, это вот как бы наша такая социальная ответственность, социальная помощь, да, то есть, вот, в состав дистрибутива нашей операционной системы входит достаточно много прикладного ПО, это уже будет в установочном образе, это все, оно включено, соответственно, возможно, сейчас в вашей образовательной организации уже либо по цифровой образовательной среде какие-то компьютеры поставлялись с нашей операционкой, вот, возможно, вы сейчас как раз сами думаете, да, то есть при обновлении автопарка какую операционную систему купить, то есть, да, вот имейте в виду, что как бы у нас уже есть определенный пакет программ, который, уже установится из образа, и в том числе и офисный пакет в том числе. Вот, работа с браузерами, то есть основные браузеры, которые вы используете там для доступа к каким-то образовательным ресурсам. Вот, привет коллегам из учи.ру, у меня сын обожает этот ресурс, поэтому вот в том числе к любому такому образовательному контенту у вас будет доступ без каких-либо проблем. То есть здесь же доступны все основные порталы и госуслуг, и возможность подписывать документы электронно-цифровой подписью. Это возможные закупочные порталы, то есть все это как бы работает без каких-либо проблем. Вот. Работаем с основными приложениями, то есть которые под Linux, да, офисные приложения, это R7 Office, мой офис, то есть все это как бы с нами совместимо, и с этим можно работать. Мессенджеры, почтовые клиенты, утилиты для просмотра звука, там аудио, изображений, то есть все это как бы уже есть. Вот. Огромную работу ведет наш отдел ReadyFast на совместимость с образовательными как раз сервисами, программами и периферийным оборудованием. То есть у нас на сайте есть специальный раздел, посвященный этому. Там вы можете в лед посмотреть на совместимость какое-то оборудование, ПО, которое у вас образовательной организации используется, чтобы понять, будет ли это работать с нашей операционной системой, с нашими ресурсами. Вот. Так, работаем с электронно-цифровой подписью, да, то есть это, вот я сказал, с видеоконференциями системы ВКС Spherum, вот, различные ПО для педагогов, то есть то, что вебовское, есть ПО, которое сделано именно под Linux, то есть для образования, вот, есть методическая литература огромная разработана, да, то есть бумажный электронный учебник, также есть вики-портал, на котором содержится информация о уже поступивших нам когда-то запросах и подготовленных на них ответов. То есть при, например, возникающие вопросы при установке системы, при использовании каких-то новых модулей, то есть вы всегда можете на этом вики-портале посмотреть какую-то актуальную информацию. Вот, коллеги сейчас после меня расскажут уже про проекты, по которым вы можете получить в том числе и бесплатно лицензии. Я как бы на этом сейчас акцентировать внимание не буду. Значит, что еще хотелось бы сказать? Нами вот буквально там не так давно разработан репозиторий для образовательных организаций, то есть для школ и колледжей. Мы подготовили репозиторий из ПО под нашу операционную систему, который, в принципе, необходим в образовании, так скажем. То есть мы собрали со всех регионов, которые уже используют Astra Linux, и со всех учителей, по сути, в школах, кто уже прям активно работает с нашей Astra на местах, собрали их пожелания, какого ПО им не хватает именно предустановленного уже, вот, и попытались включить это ПО в отдельный репозиторий, который распаковывается из архива нажатием там одной кнопки. Это бесплатное ПО, которое протестировано под нашей операционкой, оно работает, и, соответственно, оно заключено в один архив. То есть там несколько десятков программ, они доступны как бы вот для скачивания, то есть можно будет в конце, там будут мои координаты, можно будет мне написать и получить вот этот репозиторий, скачать его, и если вы используете Astra Linux, либо планируете ее использовать, соответственно, он вам точно пригодится. Вот. Также хотел бы еще сказать, что для образовательных организаций, да, у нас там для школ действует огромная скидка в 97%, и если просто покупать операционную систему, она стоит 488 рублей, это бессрочная операционная система с годовой технической поддержкой и с LibreOffice пакетом на борту уже.
уже. Вот такая вот цена. Если речь идет про вузы, колледжи, то здесь 50% скидка на все продукты. Соответственно, цена там примерно в районе там, 4250 рублей. У нас у единственных из всех конкурентов есть техническая поддержка 24/7. То есть мы расположены во всех часовых поясах, во всех регионах до Дальнего Востока. Там у нас крайний офис. Вот. Соответственно, наши продукты используются прям от Калининграда до как раз Владивостока. За этот год мы реализовали там очень большое количество лицензий, и, как практика показывает, это количество растет постоянно. Есть разработаны в компании алгоритм и методические материалы по переходу образовательной организации на отечественные решения. Тоже могу как бы отправить индивидуально, кому необходимо. То есть посмотрите наши наработки, которые мы сделали уже, имея огромное количество внедрения в школах, колледжах, вузах. Значит, работа из операционной системы, да, то есть, опять же, работа с цифровым образовательным контентом, российская электронная школа, портал «Моя школа». То есть все это доступно. Про программы по обучению педагогов, студентов коллеги чуть позже расскажут. Работаем на основных аппаратных платформах и устройствах, то есть сейчас появилась как раз и мобильная операционная система, тоже у нас на сайте можно эту информацию посмотреть. И обновление операционной системы, да, то есть выходит примерно 2 раза в год. То есть в рамках годовой технической поддержки вы, в принципе, получите где-то 2 обновления, то есть на тот момент, когда она закончится. Графический интерфейс Fly, наша собственная разработка, то есть очень похож на Windows, кнопочки там и всевозможные какие-то функциональные вещи в тех же местах, как это и было. Вот, так что очень удобно пользоваться, не вызывает никакого там какой-то ломки при переходе из Windows вот на нашу операционку, то есть все это есть. Вот, наверное, про репозиторий для вузов, да, я как бы не буду рассказывать, потому что, я так понимаю, тут вузов не так много. Вот, ну, как бы такой репозиторий в том году мы тоже делали, то есть сейчас вузы многие тоже это используют. Если вот есть региональные вузы, наверное, тоже это им было бы интересно. Так, что еще? Значит, есть тоже вот как раз коллеги из Иннополиса выступали. Наши продукты и курсы группы компании Astra есть в маркетплейсе Иннополис, то есть там тоже можно на них посмотреть, скачать. Репозиторий программного обеспечения находится на территории Российской Федерации. Вот, готовы передавать школам, колледжам, там, вузам, да, наши продукты на тестирование от 3 месяцев до полгода. Вот, акция «Бери сейчас, плати потом», но это в основном для там, вузов, для тех организаций, которых отключили уже от Microsoft, да, и они, используя облачные технологии, уже имеют там черные экраны на тех концах и, соответственно, вынуждены сейчас экстренно что-то включать в образовательный процесс, какие-то наши решения, вот, поэтому для них как бы есть акции, что можно взять любое количество продуктов прямо сейчас и уже как бы там через конкурсные процедуры до конца года их ворстовые купить. Так, наверное, остановлюсь еще здесь. То есть тоже есть как раз десктопные версии, серверные версии и мобильные версии, да, то есть которые есть для планшетов. Вот это вот как бы самая актуальная, самая новая информация у нас. Раньше такого не было. Где-то вот на Армии 2022 мы презентовали новую вот эту мобильную версию. Вот, коллеги, у меня, в принципе, наверное, из того, чем мы можем именно быть полезными, да, то есть для образовательных организаций все. Я сейчас перекручу слайды. Тут больше по продуктам, то есть, да, как бы есть презентации по всем нашим продуктам, которые мы готовы выдать на тест или, в принципе, выслать вам для ознакомления, чтобы вы там могли более подробно уже разобраться, что из себя представляет какой продукт. Вот, также мы готовы пригласить вас, да, на нашу территорию, там интерактивно показать, как эти продукты выглядят вживую. Вот, поэтому я пролистаю, наверное, про средства защиты информации, про варианты деления. Ну, вот здесь на защищенные как раз операционные системы. Вот. И вот здесь вот мои координаты есть, да, то есть, чтобы вы понимали, сейчас мы присутствуем в огромном количестве школ уже, то есть это были большие поставки в течение 3 лет по цифровой образовательной среде. Только за этот год 110 тысяч лицензий именно поставлено в школы, колледжи, вузы уже вот на текущий момент. Значит, в вузах у нас присутствие более чем в 180 вузах из 280, да, без филиалов, если считать. То есть это тоже больше 2/3 вузов уже тоже используют наш продукт в своей образовательной деятельности. Вот, контакты мои здесь есть, телефон,
адрес электронной почты, поэтому если кому-то что-то нужно, вы можете всегда к нам обратиться, мы всегда постараемся помочь. Коллеги? Роман Борисович, вы сказали, много обращений от школы, вот более 110 тысяч школ, а Республика Коми как-то нет никакой статистики? Наши школы, муниципалитеты обращались к вам? Есть точечные закупки, я смотрел, от школ, то есть, я так понимаю, в рамках закупки либо новой техники, либо техники, да, с предустановленной скорее всего, операционной системой, да. Коллеги, понятно, сейчас уже не могут, в принципе, купить Microsoft, то есть, ну, по законодательству, да, поэтому они выбирают, как там я всегда говорю, из зол, там, меньшее зло, да, то есть, и смотрят, какие операционные системы, то есть, есть на рынке, есть в реестре, и, соответственно, вот выбирают по ценовой политике, то есть, мы примерно одинаково с конкурентами стоим, но экосистема у нас решений намного шире, что как раз привлекает образовательные организации, потому что я всегда это сравниваю с бусами, которые надо, да, нанизать на некую ниточку, то есть шарики. Вот здесь, получается, мы вам предлагаем уже комплексное решение, не просто одна операционка, а целая экосистема. И плюс наши наработки, которые есть именно в софте для образования, который протестирован под нами и тоже, как бы, в принципе, включает в себя огромный пул каких-то вот образовательных программ, да, которые, ну, образовательного софта, так скажем, который вот идеально с нами работает. То есть это как раз для многих сейчас очень важно. Хорошо, еще такой вопрос. Вот много бесплатного Linux, разные там названия у них. Почему вы настаиваете или рекомендуете нам использовать? Школа может использовать бесплатные варианты. Почему вы нам вот... Да, коллеги, чтобы вы понимали, то есть если вы возьмете, ну, вот нашу операционную систему и возьмете бесплатный Linux, да, то наши наработки в операционной системе, они составляют больше 90%. То есть это собственные наши разработки, которые мы добавляем, да, в функционал операционной системы, вот, используя, ну, как бы в основе там бесплатное ядро, которое, ну, дорабатывается, так скажем, постоянно мировым сообществом. Вот, поэтому никто не запрещает там школе использовать и бесплатный какой-то Linux, да, но здесь важно понимание функционала, то есть функционала, количество драйверов, которые включены в эту операционную систему, с которыми она там может работать с периферийкой и так далее. Вот, просто, ну, на понимание, вот выходят сейчас уже интерактивные доски, да, которые в основном поставляются в образование, которые уже сами внутри себя используют операционную систему Astra Linux, да, то есть мы когда-то относительно недавно, там, год назад говорили, что вот есть там только пул производителей интерактивных досок, которые только начинают работать с Linux, ну, в том числе и протестированы под Astra Linux и работают, а здесь мы уже в этом году мы уже говорим, что есть доски, которые в основе себя, ну, внутри себя, да, уже используют операционную систему Astra Linux как систему для именно работы доски. Вот, поэтому все не стоит на месте, вот в свете там последних событий все очень сильно развивается сейчас, и очень много производителей делают софт под Linux, в том числе мы это постоянно тестируем под Astra Linux, и, соответственно, готовы обеспечить вот максимальное количество программ для, там, необходимое вам, да, для образовательной деятельности. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Есть вопросы у нас? Да, добрый день. Хотелось бы уточнить такой вопрос. Есть ли у вас в практике, так сказать, школы, которые приобретали Astra Linux, и государственный экзамен как сдается на данной операционной системе? Ну, коллеги, я не буду отнимать хлеб. У нас как раз в выступлении есть сотрудник, который расскажет про это поподробнее. Как раз там был перевод полной школы как бы на Astra Linux, поэтому я хлеб не буду забирать. Дождитесь чуть-чуть, и вам про это расскажут. Спасибо. Еще есть вопросы? Я тогда выйду, чтобы Роман Борисович меня видел, да? Да. Я представлюсь, меня зовут Носов Леонид Сергеевич, я заведующий кафедрой точных наук. Здесь в Коми Республиканском институте развития образования курирую член математики и информатики. Так, вас не слышно, пропадаете куда-то. Слышно? Вот так слышно. Да, вот больше 10 лет уже являюсь активным пользователем Linux. У меня Ubuntu в качестве основной. На самом деле Ubuntu был взят именно потому, что под конкретный последний ноутбук все встало как часы.
Вот, я знаю, что вы, в принципе, но у вас, я посмотрел, период выхода 2 года. Вы успеваете за выходом техники таким образом? Если Да, периодически... конечно. То есть, ну, мы используем ядро, да, немножко, так скажем, с отсрочкой для того, чтобы, когда выходят новые ядра, да, все равно находятся какие-то нестыковки в софте, какие-то, ну, уязвимости в Linux, это как бы сложно говорить, там почти нет уязвимостей, но все равно какие-то вещи дорабатываются, да, поэтому мы используем ядро, которое точно уже обкатано, в принципе, в нем нет никаких проблем, и вот это где-то, ну, плюс-минус год. Вот, плюс на это мы натягиваем, по сути, свой функционал, на это тоже уходит определенное время. И исходя из того, что у нас самая защищенная операционная система в России, Astra Linux, да, как раз мы имеем все 3 сертификата в стек ФСБ Минобороны. Поэтому на прохождение, например, тех же сертификационных мероприятий, то есть уходит тоже время. Поэтому, ну вот примерно, чтобы вы понимали, откуда берутся вот этот лаг по времени небольшой. Поэтому все драйвера, естественно, там база драйверов, она закачивается почти по факту самая актуальная, да, и постоянно актуализируется на самом деле. Вот, поэтому мы за последние, там, наверное, 3-4 года видим, что все новые производители какой-либо там оргтехники, они уже делают драйвера под Linux, и это как бы очень серьезно нам помогает. Вот, если речь вести про старую технику, то тоже есть очень много самописных драйверов, которые, в принципе, позволяют эти вопросы все решить. Вот, поэтому, ну, как практика показывает, там в школах техника там более-менее актуальная, она вообще без каких-либо проблем работает, но с Astra Linux в том числе. Ну и еще ряд моментов, я просто хочу обратить внимание. Я долгое время проработал в университете здесь, заведующим кафедрой информационной безопасности, и как раз участвовал в заключении договора на вот, бесплатное предоставление Linux Special Edition для учебного процесса. Да, такие программы для университета есть. Есть, да. Следующий момент. Мы курируем проект школы Минпросвещения. Да, в рамках вот такого выезда, ну, в рамках такого проекта, я знаю, одна из школ, комплект ноутбуков пришел с Astra Linux. Но есть такой нюанс. Они уже умудрились порядка, наверное, 8 ноутбуков снести и поставить Windows, пока еще есть лицензия. Как восстановить? Смотрите, да, значит, когда идет поставка, ну, например, ноутбука в школу, да, и там уже идут предустановленные Astra, для школы открывается личный кабинет. В личном кабинете школа видит отражение всех ее лицензий действующих, да, в том числе и срок действия технической поддержки и так далее. Поэтому проблем нету, то есть там можно скачать образ, типовой образ, да, грубо говоря, ну, там, снести Windows, установить с образа опять Astra Linux. Исходя из того, что у них есть лицензии именно, да, то есть они были вместе с ноутбуками, то именно то количество ноутбуков, на которых будет стоять Astra, подтверждается вот тем количеством лицензий, которые, ну, отражены в личном кабинете. Поэтому у нас нет, как в Windows, да, неких кодов активации, которые необходимо там где-то вводить. Вот, по сути, как бы любой проверяющий орган, ну, как практика показывает, да, они приходят, например, в школу, смотрят компьютерный класс, 20 ноутбуков, там 20 операционных систем Astra Linux. Они просто смотрят в личном кабинете, у них действительно есть действующие, ну, лицензии. Лицензии у нас, получается, бессрочные, это как бы очень удобно, да, то есть не надо, как в Microsoft, каждый год задумываться о том, сколько же в этом году там покупать лицензии, как их оплачивать там и так далее. То есть в этом плане бессрочная лицензия удобна. Вот, годовая техподдержка, она обеспечивает обычно вот этот переходный момент, когда нужно перейти с одной операционки на другую и проконсультироваться по каким-то вопросам возникающим. То есть обычно практика показывает, этого срока хватает. Вот, поэтому так вот. Спасибо. Так, спасибо, Роман Борисович, спасибо большое. Коллеги, в чате оценку Роману Борисовичу поставим. У нас активно работают люди еще в чате. Сейчас посмотрим. Отлично, отлично, пошли пятерки. Поэтому сертификат участника мы направим вам по электронной почте. А сейчас мы двигаемся дальше. Кирдишов Федор Геннадьевич, директор департамента образования государственной компании «Астра». Федор Геннадьевич, ждем вас. Видно было? Уважаемые коллеги, добрый день. Как меня слышно? Все отлично слышно. А видно? Белый экран. Белый экран, да? Ну, тогда давайте вот так я сделаю. Ну, вот тогда так будет получше, наверное.
Уважаемые коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать. Спасибо, что пригласили нас сегодня на такое значимое мероприятие. Ну, как уже сказал Роман Борисович, наши продукты на рынке занимают более 73%. Это на самом деле очень много компаний, клиентов, заказчиков и партнеров, которые используют наши программные продукты. И понимая значимость, компания со своей стороны очень серьезно относится к вопросам подготовки кадров, чтобы у наших клиентов и партнеров были сотрудники, которые умеют внедрять, сопровождать и использовать наши программные продукты. Для этого мы со своей стороны уже на протяжении 4 лет реализуем стратегию по формированию единого образовательного пространства и различные формы взаимодействия с образовательными организациями. На сегодняшний день мы взаимодействуем с образовательными организациями на всех уровнях образования. Это и школы, колледжи, вузы, а также центры дополнительного профессионального образования. Если говорить про систему подготовки кадров, то она у нас включает 3 таких основных вида подготовки. Это оперативная или краткосрочная подготовка кадров, среднесрочная подготовка кадров и долгосрочная подготовка кадров. Чем они друг от друга отличаются? Оперативная подготовка кадров у нас реализуется через сеть авторизованных учебных центров. И в рамках авторизованного обучения мы реализуем программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В качестве авторизованного учебного центра могут быть центры дополнительного профессионального образования, могут быть университеты, могут быть колледжи, а также мы представлены на площадке кадров для цифровой экономики. Среднесрочная подготовка кадров у нас реализуется через организации высшего профессионального образования. Это университеты, академии, институты, колледжи и техникумы в рамках таких проектов, как Астро-университет и Астро-колледж. При этом обучение нашим программным продуктам проходит в рамках одной или нескольких дисциплин. Все зависит от направления подготовки, от специальностей, которые реализует вуз, ну и в принципе от самой образовательной организации. Это могут быть такие дисциплины, как информационные технологии, операционные системы, компьютерные сети, архитектура электронных вычислительных машин, а также безопасность операционных систем и, в принципе, многие другие продукты. Долгосрочная подготовка кадров – это обучение школьников. И обучение школьников у нас реализуется через программы дополнительного образования детей, а также через внеурочную деятельность в рамках такого проекта, как Астро-школа. Нашими партнерами со стороны организации являются школы, IT-кубы, такое движение, как Юнармия. И обучение школьников проходит по нескольким программам. Это и основа операционной системы Astra Linux, более продвинутая программа администрирования операционной системы, ну а также вот такая интересная программа, как веб-технологии в среде операционной системы Astra Linux. Какие подходы мы используем при взаимодействии и сотрудничестве с образовательными организациями вне зависимости от уровня образования? Первый подход – это методическое обеспечение образовательного процесса. Со своей стороны мы ежегодно разрабатываем и издаем различные учебники для образовательных организаций, разрабатываем материалы для авторизованных учебных курсов, а также предоставляем доступ к образовательному порталу. Следующий подход – это курсы повышения квалификации для преподавателей и учителей. То есть мы со своей стороны при взаимодействии с образовательными организациями используем такую модель, когда не привлекаем своих сотрудников для проведения непосредственно занятий, но мы при этом обучаем преподавателей и учителей и передаем экспертизу непосредственно в образовательную организацию. Это позволяет нам, с одной стороны, развивать преподавателей и учителей и сохранять экспертизу внутри образовательной организации, а с другой стороны, позволяет масштабировать нашу модель взаимодействия с образовательными организациями на всю страну, на всю Российскую Федерацию. Если говорить про цифры,
то количество партнеров со стороны центров ДПО на сегодняшний момент это более 100 учебных центров. Если говорить про колледжи и вузы, то это больше 300 образовательных организаций, которые обучают наших студентов. Третий такой основной подход – это оснащение компьютерных классов программными продуктами. Те образовательные организации, которые становятся нашими партнерами и принимают на себя обязательства обучать слушателей, школьников, студентов. Для таких образовательных организаций и для тех классов, где проходит обучение, лицензии на наши программные продукты мы предоставляем бесплатно. Также у нас для школьников и студентов в рамках международных олимпиад предусмотрены номинации по нашим программным продуктам, в частности по операционной системе Astra Linux. В рамках данных номинаций школьники и студенты могут участвовать, занимать призовые места. И для участников и призеров, победителей предусмотрены, с одной стороны, как стажировки у нас в компании, так и выдача таких памятных, достаточно ценных призов. Например, по итогам этого года у нас ряд студентов получили именные стипендии от группы компании Astra в размере 15 тысяч в месяц. И есть ребята, которые получили ценные призы, например, сертификат InVideo на 50 тысяч рублей. Для школьников и студентов участие в номинациях достаточно интересно, поэтому мы в этом году также будем с октября месяца запускать свои номинации и приглашаем вас и ваших детей участвовать в данных олимпиадах. Что происходит дальше с школьниками, со студентами, которые прошли обучение в рамках наших образовательных программ? Далее, студенты и школьники, которые успешно прошли обучение, имеют право пройти сертификацию и получить сертификат от вендора. Такие же сертификаты у нас получают специалисты в наших центрах ДПО, в наших авторизованных учебных центрах. И эти сертификаты востребованы на рынке труда, когда специалисты приходят устраиваться на работу к тому или иному работодателю, то работодатель учитывает этот сертификат и понимает, что данный человек у нас имеет компетенции по продуктам группы компании Astra. Те студенты, которые прошли успешно сертификацию и дальше хотят развиваться в IT-направлении, связанные с системным программным обеспечением и с нашими программными продуктами, мы предлагаем вступить в такой проект, как Astra Карьера, который в будущем позволяет устроиться студентам на работу как нам в компанию, так и к нашим клиентам и к нашим партнерам. Если говорить про наших клиентов, то это крупные компании в России, это госкорпорации, это бизнес, различные отрасли, поэтому достаточно интересно. Если говорить про наших партнеров, то это крупные системные интеграторы, в которых востребованы IT-специалисты. Знаете, на этом счастливая жизнь студентов не заканчивается, и мы со своей стороны разработали меры поддержки студентов, в частности, в виде стипендий от группы компании Astra. И те студенты, которые у нас являются участниками Astra Карьеры, они имеют право участвовать в конкурсе на стипендию от компании, и те, кто данный конкурс пройдет успешно, имеют право получать в течение учебного семестра стипендию от компании. Бакалавры, специалисты получают по 15 тысяч рублей, магистранты и аспиранты по 20 тысяч рублей. Как я уже говорил, у нас есть свой электронный образовательный портал, который позволяет в онлайн-режиме пройти обучение по нашим программным продуктам. И те образовательные организации, которые являются нашими партнерами, для них мы предоставляем доступ к материалам, которые у нас есть на образовательном портале.
Я уже говорил, что мы каждый год разрабатываем новые учебники, новую литературу для образовательных организаций. В этом году у нас вышло 2 книжки. Одна книга – это руководство по национальной операционной системе Astra Linux, и другая книжка – это основы безопасности операционных систем Astra Linux Special Edition. Первая книга, в принципе, предназначена для всех, как для школьников, учителей, их родителей, так и, в принципе, для тех людей, которые впервые в жизни встречались с нашей операционной системой. Основа безопасности операционной системы – это книга уже больше для колледжей и вузов, которые изучают такую дисциплину, как безопасность операционных систем. Коллеги, большое спасибо за внимание. У меня со своей стороны я все рассказал. Если у вас будут вопросы, то вы можете писать к нам на почту education@astralinux.ru. Мы на все вопросы ответим. Если вы хотите стать нашим партнером со стороны образовательной организации, также можете написать на эту почту. Ну а я со своей стороны сейчас передам слово своему коллеге Денису Эдуардовичу Давыдову, который вам расскажет, как операционная система Astra Linux может использоваться в школе. Ну и готов ответить на ваши вопросы, если они сейчас есть. Федор Геннадьевич, такой вопрос. Сколько кружков или сколько человек должно быть в кружке в школе, чтобы получить бесплатно, вот то, что вы говорили, бесплатное программное обеспечение? То есть школа должна организовать обучение детей. Вот сколько кружков или сколько учащихся должны посещать этот кружок, чтобы получить бесплатное ПО? Но мы таких строгих каких-то ограничений в этом плане не устанавливаем. Здесь необходимо, для нас самое главное, что вот у нас есть там основные 3 базовых программы для школьников, и для нас важно, чтобы все эти 3 программы в школе реализовывались. Понятно, что если 3 программы будут реализовываться, и хотя бы если по 15 школьников наберется на каждую программу, то это уже 45 школьников. Поэтому, в принципе, мы ориентируемся на количество где-то от 50 школьников на школу. Но я хочу сказать, что есть школы, которые учат и по 200 школьников, есть которые по 50, а есть которые и по 500 учат. Но это как бы московские большие такие школы. Понятно. Но, скорее всего, обучение будут проводить будут учителя информатики. Как им, так сказать, обучиться у вас? Можно, нет? Или каким образом? Мы со своей стороны каждый год, ну где-то в среднем 2 раза в год проводим курсы повышения квалификации для учителей. Мы проводим это, значит, осенью и весной. Учителя, которые учатся осенью, начинают, в принципе, уже обучать школьников с начала учебного года, а те учителя, которые учатся весной, начинают обучать со 2-го полугодия. Мы данные курсы для учителей тех организаций, которые становятся нашими партнерами, проводим бесплатно. Очередное обучение у нас стартует, если не изменяет мне память, 6 октября. Поэтому, в принципе, если у кого есть желание подключиться к нашему обучению, то мы с удовольствием подключим. Пишите на почту education@astralinux.ru. Спасибо. Есть вопросы, коллеги? Ну, вроде бы нет. Тогда мы двигаемся дальше. Коллеги, у нас есть сайт форума confor.crero.ru. Все презентации сегодняшние будут выложены там. И в том числе в конце мероприятия мы откроем доступ. Можно будет скачать с платформы вот отсюда, с ProofMe. Тоже мы откроем еще одно окно, откроется, и все презентации можно скачать. Ну и одновременно я сказал, сайт confor.crero.ru, вы знаете, это сайт конференции, сайт форумов наш. Там найдете сегодняшний форум, и на нашей площадке все материалы будут выложены. Спасибо. Слово у нас дальше. У нас ваш коллега Давыдов Денис Эдуардович. Astra Linux как программа на уроках информатики. Немножко специфическая. Федор Геннадьевич, вы ушли или еще слышите меня?
наверное, убежал. Я но могу уйти. У нас 20 октября состоится РМО учителей информатики. Вот мы хотели бы, чтобы Денис там выступил. Он мне написал, что по согласованию с вами. Мы со своей стороны не против. Если Денис Эдуардович сможет, то, конечно же, будем рады, если он выступит. Почему? Потому что, когда выступает Денис Эдуардович, ну, восторг от его выступления не знает границ. И мы получаем отзывы от учителей информатики, поэтому будем рады, если он выступит. Ну, я дополнительно еще напишу письмо, чтобы мы все время согласовали. Да, пожалуйста, вам слово. Так, добрый день, коллеги. Видно меня, слышно? Да, все отлично. Видно, слышно. Ага, все. Так, ну, так у меня более узко, да, опять же таки, времени немного. Вот я с удовольствием выступлю тогда отдельно, когда будет именно РМО, да, там учителей информатики, чтобы уже более подробно что-то показать, может быть, прямо и наглядно с рабочего стола показать, да, в режиме реальной демонстрации. Соответственно, я также являюсь учителем информатики в одной из школ Санкт-Петербурга, и вот как Роман Борисов сказал, что есть примеры школ, которые полностью перешли на Астру, вот это как раз-таки моя школа, то есть у меня и серверная инфраструктура, и абсолютно все клиенты, скажем так, ну вот уже 3 года, наверное, примерно, 2-3 года точно не используют Windows, и в принципе я абсолютно счастлив и не страдаю, честно. Абсолютно замечательно, как от оков каких-то освободился. Касательно, да, вот заявленной темы, как программная платформа на уроках информатики. Вот я в своей школе и занимался именно интеграцией, да, отечественной операционной системы Astra Linux, и, понятно, в первую очередь интересовал вопрос меня шкурный, да, что, само собой, я начну со своего личного кабинета информатики. И вообще, смогу ли я, да, найти аналоги каким-то программным продуктам, в чем преподавать, чтобы при этом ребенок также успешно мог сдавать ГИА, да, в 9 классе или государственную итоговую аттестацию в 11 классе, да, не станет ли это камнем преткновения. Потому что очень часто со стороны многих учителей информатики именно такие вещи слышны, что вот у нас заберут там превышенное МПО и все. Но на самом деле это не так, да, несколько слов сегодня скажу. Повторюсь, пригласите отдельно РМО, с удовольствием там более широко, подробно расскажу. Как Федор Геннадьевич сказал, что школа, которая становится партнером, да, группы компании Astra, которая будет вести занятия, да, по внеурочной деятельности по 3 программам, соответственно, получит лицензии, да, на кабинет информатики бесплатно от группы компании Astra. Понятно, что по сути мы будем вести внеурочку, но раз кабинеты уже оснащены Astra, то, соответственно, как следствие логично, что и основной образовательный процесс там в 7, 8, 9, 10, 11 классе на уроке информатики, да, в той части, где нам нужна практика, да, работа за компьютером, мы уже тоже будем делать в этой отечественной операционной системе. Соответственно, со своей стороны Федор Геннадьевич, да, пригласил, что учителей группы компаний готовы обучиться. Вот у нас 6 октября, это в следующий четверг, если мне память не отшибает, у нас как раз-таки стартует курс. Собственно, я его буду вести. И в рамках этого курса мы рассмотрим все те 3 программы, да, которые затем впоследствии учитель сможет преподавать ребенку во внеурочной деятельности. Ну и понятно, это будет перекликаться с тем, что мы сможем работать в новой операционной системе на основных уроках. Понятно, система новая, да, ей надо научиться. Само собой, когда ты первый раз попадаешь, да, по-другому ставится программа, по-другому подключается устройство, есть какие-то нюансы. Но с другой стороны, как я всегда говорю, мы же Windows тоже не от рождения умели пользоваться, да, понадобились годы, чтобы ему научиться. Не так, что я родился, а кто-то и больше систем создал. Я сначала в MS-DOS сидел, потом я в Windows научился, потом в моей жизни Linux появился, а потом уже конкретно Astra Linux. Да? То есть всегда чему-то новому можно научиться, лишь бы было бы желание. Соответственно, один из курсов, который мы предлагаем для обучающихся в внеурочной деятельности, это, собственно, основа операционной системы. И этому же курсу мы обучим педагогов, да, чтобы они затем впоследствии этот курс могли
донести до детей, его реализовать. Соответственно, в рамках этого курса изучаются базовые вещи, да, там работа с файлами, с каталогами, ну, потому что, кто знает, файловая система Linux вообще принципиально, да, от файловой системы Windows отличается. Работа с пользователями, да, там, скажем так, настройка монитора, различные там менеджеры пакетов, какими способами можно ставить программы, ну и так далее, да, то есть такие совсем вот базовые вещи, да, на уровне стандартного пользователя. Но, опять же, если педагог никогда в системе не пользовался, да, не представляет, что это такое, конечно же, ему нужно самому на это посмотреть. Соответственно, наш курс это предполагает, но затем он сможет это уже перенести на своих обучающихся. Да. Плюс в рамках этого курса также рассматриваются основные прикладные программы, которые входят в состав операционной системы Astra Linux по умолчанию. Тот же табличный редактор, текстовый редактор, редактор презентаций, графические редакторы, векторные, растровые, да, то есть вот весь тот набор прикладного ПО, который из коробки есть. В Astra его достаточно много, и в целом для решения основных задач из коробки достаточно. Второй курс – это основа администрирования Astra Linux, который мы предлагаем, да, проводить для детей. Ну, собственно, понятно, основам администрирования операционной системы нужно научить и самого педагога. Да, это не глубокое администрирование, это тоже базовые вещи, но не только в графическом интерфейсе, а в том числе и с использованием командной строки. Да, то есть это общее понимание архитектуры как таковой Linux, понимание различной терминологии, которая в Windows может не встречаться, да, например, репозиторий, термин, да, знание, скажем так, назначения и применения семейств операционных систем Astra Linux, они разные бывают, да, Astra Linux это не только вот одна версия и все, да, для разных задач, для разных назначений, да, ну и все сопутствующие вещи, которые связаны с администрированием операционной системы, да, там, настройка сетей, учетных записей, там, общих каталогов каких-то, ну и так далее. Да. Я не буду сейчас глубоко, учитывая, что времени мне выделили немного. Соответственно, мы в рамках этого курса, да, с удовольствием педагогов обучим, да, и затем они смогут реализовать это уже во внеурочной деятельности со своими обучающимися. И третий курс, о котором Федор Геннадьевич, да, упомянул, это веб-технологии в среде Astra Linux. Ну, конечно, ни для кого не секрет, что сейчас веб-технологии все больше и больше, да, захватывают, скажем так, рынок программного обеспечения, да, и уже огромное количество приложений, если не окончательно ушли в облака, то вообще ушли, там, да, там, те же Google документы, например, да, которые вполне могут в базовом аспекте посоревноваться, скажем так, с классическими десктопными приложениями, да, и это важный момент. Я, например, тоже вообще преподавая информатику в школе, достаточно много внимания уделяю именно вебу. Соответственно, такой курс у нас тоже есть для занятий во внеурочной деятельности. Да. В нем мы рассматриваем сетевые настройки, там веб-сервер Apache, какие-то конфигурации, вот что это такое, как поднять, базовые вещи по основам, скажем так, языков разметки, языков описания внешнего вида, понятия реляционных баз данных, систем управления сайтами, так называемых CMS, да, ну и все, что вокруг вот этого, скажем так, крутится, да, когда мы говорим о веб-технологиях. Соответственно, мы также педагога обучим, да, и он сможет этот курс потом вести. Соответственно, когда мы ведем обучение, да, вот эти все три курса у нас для учителей, это общий 36-часовой курс, они объединены. То есть это один курс на 2 с небольшим месяца, 36 занятий, 2 раза в неделю по 2 академических часа. Да, и, соответственно, там мы вот материалы всех этих 3 курсов мы разбираем, да, чтобы в итоге учитель мог вести либо все 3 курса, либо какой-то один, если он выберет, да, может, у него будет 3 группы, но курс будет вестись один и тот же, это уже специфика конкретной образовательной организации. Ну и буквально пару слов, да, если мы говорим об основном курсе информатики, да, я сказал, что ну, логично, если у меня кабинет информатики оснащен, да, операционной системой Astra Linux, да, то я буду ее не только во внеурочной деятельности использовать. Логично, что можно было бы уже и в основной работать с ней, учитывая, что, ну, опять же, с Windows, да, мы все прекрасно понимаем, что сейчас происходит, и 31 декабря и окончание лицензии не за горами, и ПО под ЕГЭ переписывают под отечественные системы, в том числе под Astra, что для многих было долгим камнем преткновения для ППЭ, да, процесс этот весь постепенно идет. Соответственно, ну, я давайте быстренько пробегусь, да, по основной школе, да, вот берем практические занятия. То есть вот вопрос, а есть ли жизнь после Windows? Есть, конечно, вообще никаких проблем нету, да, темы, где нам нужен компьютер практически, да. То
есть когда мы говорим о организации там, файловой системы компьютера и работе с файлами, с каталогами, пожалуйста, у нас есть операционная система, да, опять же, общий принцип иерархии файловой системы как таковой идентичен. Обработка графической информации, растровые векторные редакторы, аналоги все есть. Обработка текстовой информации есть. Мультимедийные презентации, да, в рамках 7 класса. Я, например, УМК Босова, в Питере, вот оно наиболее популярно, не знаю, как в вашем регионе, да. Соответственно, вот пример программных продуктов, да, которые из коробки есть в Astra Linux и, соответственно, позволяют решать ту же самую задачу. Да, здесь я всегда, кстати, хочу обратить внимание, лично мое мнение, что учитель информатики должен не продукты учить, а технологии. Мне все равно, в какой операционной системе работать и в какой программе решать задачу. Да? То, что там кнопочка не слева, а справа, менюшечка не там, а здесь, ну, это вопрос привыкания. Да? Главное понимать, в принципе, технологию как таковую. Да? Что такое растер, вектор, что такое, там, я не знаю, ячейка в электронной таблице, что такое стилевое форматирование документа. Да? Все остальное будет примерно одинаково. Если мы берем 8 класс, да, то здесь основная практическая составляющая, понятно, это начало алгоритмизации и программирования. Да. Неважно, какой язык мы выберем, тоже на слайдике вы видите, да, соответственно, инструменты для работы все есть. Среды разработки какие-то это те же самые, тот же Visual Studio Code, который и в реестр ЕГЭшному ПО внесен, да, там, я не знаю, там или IDLE, знакомая среда под Python, да, там PyCharm, соответственно, какие-то среды, да, другие, там, именно среды Pascal и ABC в том же самом виде нет, есть только компилятор. Ну, среда Jimmy, это просто другая графическая оболочка, да, в качестве компилятора можно использовать FreePascal, разницы на уровне консольных программ в 8 классе нету вообще никакой, да, то есть под любой язык есть соответствующие инструменты, да, будь это компилируемые языки, интерпретируемые языки, да, будь это что-то из веб-технологий, вообще не принципиально, да. 9 класс, моделирование, формализация, тут, в принципе, ну, все учителя знают, это базы данных реляционные, да, в первую очередь рассматриваются. Опять же, продолжение темы программирования, набор ПО у нас есть, соответственно, обработка числовой информации в электронных таблицах и базовые понятия по основам сайтостроения, да. Опять же, все программное обеспечение тоже есть, да, прямо из коробочки. База данных есть, там для моделирования можно Blender использовать, если интересно с детьми в 3D помоделировать помимо баз данных. Среды разработки у нас те же от 8 класса остаются. Электронные таблицы Calc из состава LibreOffice пакета. Он, кстати, ну, все, кто информатики знает, он включен в официальный перечень ПО, да, допускаемого при сдаче экзамена ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Да. Ну, для веб-разработки браузер какая-то среда, какую угодно. Ну, например, та же Visual Studio Code, браузер Firefox из коробки. То есть, как видим, все инструменты есть. И там 90% из них, 95%, наверное, они даже не требуют никакой доустановки, они имеются в операционной системе из коробки. Да, да, другое дело, как я сказал в начале, конечно, ну, учителю нужно самому сначала научиться посмотреть, да, что за программы, вообще научиться работать в системе, научиться программы устанавливать, удалять. Само собой, это не Windows дистрибутив, да, это немножко что-то другое. Да. Ну, имея общее понимание работы с операционной системой, я думаю, что человек разберется и здесь. Ну и, соответственно, это я вот на примере ГИА, да, берем практические задания, 5 заданий, которые есть в практической второй части. Само собой, любое из этих заданий спокойно решается в среде операционной системы, даже если компьютеры на ГИА в обозримом будущем, может быть, уже в этом учебном году, будут тоже переведены с Windows на отечественные операционные системы. Прикладное ПО, чтобы научить ребят технологиям, есть. В 11 классе у нас, по сути, набор программного обеспечения не отличается. Да, это примерно все те же самые темы, мы понимаем, разные могут быть программы, час, 2, 4, в зависимости от профиля, да, но это те же программы. Все то же самое, только больше, глубже, шире, поэтому программное обеспечение не меняется. Я вообще в этих программах работаю, лично мой опыт, я работаю вообще с 2010 года, потому что с 2010 года моя школа была переведена на Linux мною, тут сегодня люди вспоминали, там Ubuntu, да, вот у меня тоже было все на Ubuntu, а потом уже я решил на отечественную систему уйти, чтобы уже, как говорится, полностью выполнить задачу по импортозамещению. Поэтому набор программных продуктов, да, для меня давным-давно знаком, и 12 лет я обучаю детей, они прекрасно сдают экзамены, и, соответственно, нам, скажем так, дома пусть пользуются Windows, да, может быть, наоборот, их это сделает более гибкими, да, такими биполярными, то есть они тут одно посмотрели, дома другое. В итоге они понимают, что, в принципе, ну, все достаточно идентично, мы знаем технологии, мы им можем пользоваться. Для учителя тоже все инструменты в наличии имеются, да, понятно, что я как педагог, да, как сотрудник организации, я же не только
в программах с детьми работаю, да, конкретно по информатике я и с документами работаю, PDF-ки просматриваю, использую какие-то почтовые клиенты, воспроизвожу мультимедиа, использую видеоконференц-связь там через тот же браузер, как вот мы с вами сейчас, я из Астры сижу, все работаю, печатаю, сканирую документы. То есть все это есть, поэтому в целом и информатику можно спокойно преподавать в отечественных системах, и школа может быть в ней сидеть, и проблема только может быть одна, да, когда мы, скажем так, в этом плане разобщены. Я использую Astra Linux, а вокруг меня все продолжают сидеть на Windows. Да, здесь у нас могут быть какие-то нестыковочки, но если мы всей экосистемой окажемся на одной операционной системе, всем образованием, да, начиная со школ и заканчивая самым верхом, то эта проблема автоматически отвалится. Ну, как-то так, наверное, коллеги, вот коротенько. Спасибо, Денис Эдуардович. Такой вопрос. Правильно ли я понял, что если кто-то сейчас из учителей захочет пройти обучение с 6 октября, то записавшись, где там записаться у вас можно, на сайте, наверное? Вот, нет, почта вот указана, общая почта, education собака. И они могут попасть, да? Да, письма по этой почте лично просматривают Федор Геннадьевич, пришел. Учителя не только информатики, я думаю, можно и всем. Не будем ждать, когда у нас погаснут виндовсовские экраны. Давайте готовиться и давайте осваивать быстренько новое программное обеспечение российское. Тем более оно уже себя зарекомендовало, и будем в нем работать. Ну, с положительной стороны, я имею в виду, зарекомендовало. Спасибо огромное. Надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Да, спасибо. буду ждать. До свидания. До свидания. Коллеги, у нас следующий блок – это кейс индивидуализации образовательного процесса и индивидуальный подход к учащимся в условиях цифровой трансформации. И я приглашаю вот в наш президиум Конова Андрея Борисовича, педагога дополнительного образования, Центра дополнительного образования детей IT-КУБ, Дронова Александра Михайловича, ведущего программиста Коми-Республиканского института развития образования, Митрошина Романа. Кто из вас? Роман? Сделай шаг вперед, чтобы познакомиться. Да. Зубарева Максима и Кошкина Арсения. Вот они сейчас представят свои проекты, над которыми они работали и которые разработали. Ребят, вы можете все присесть вот, в наш президиум, а я предоставляю слово руководителю проекта Андрею Борисовичу Кону. Пожалуйста, Андрей Борисович. Так, а как у вас запускается презентация? Где твоя презентация? Там? Нет, ты стой. Сейчас Дима запустит. Дмитрий Валерьевич запустит презентацию. А ты его скинул? А куда вы скинули, Саша, ее? Наверное, в профми ее нету. Ну-ка. Да. Ага. Сейчас, коллеги, сейчас одна секундочка. Мы загрузим ее в наш... Всем добрый день. Значит, пока загружается презентация, я коротенько предлагаю сменить наш формат. У нас будет не просто выступление, а у нас будет выступление с демонстрацией. Я прекрасно понимаю, что вы, наверное, уже с 2 часов все устали, уже засиделись. Поэтому я постараюсь свое вот, теоретическое выступление сократить до минимума, да? Объясню, как мы и что мы реализуем, а потом я покажу при помощи своих ребят, Александр Михайлович меня поассистирует, мы покажем вам конкретные, реальные проекты, которые работают, ну, которые, собственно говоря, разработаны вот этими мальчиками, как я их называю, этими 3 хламонами. Так, спасибо огромное. Я думаю, что презентацию видно. Видно, очень хорошо. Тема презентации у нас такая звучит. Индивидуализация образовательного индивидуального... вот это листать можно, да? Спасибо. Индивидуальный подход к учащимся в условиях цифровой трансформации. Уважаемые коллеги, все же знают, что такое цифровая трансформация, да ведь? О, листается. Коротенечко, буквально на слайде, чтобы сильно мозг не перегружать. Прежде всего, это цифровая экономика, да, которая сегодня выстраивается в международном сообществе, не только у нас. Это, конечно же, цифровое производство, которое связано с использованием различных датчиков, управляемых и самоуправляемых устройств. Это, конечно же, цифровая среда для образования, да, о которой мы сегодня с вами активно говорим.
цифровое управление, госуслуги, наверное, все остальное, да, и цифровая средства домохозяйств, которая у нас, к сожалению, может быть не так сильно развита. Ну, про Алису вы все знаете. Колоночка Алиса – один из таких вариантов, который позволяет как раз развивать вот это вот цифровое домохозяйство. Цифровая экономика. Почему очень важна? Посмотрите, сколько денег вкладывается. 1 триллион рублей до 2024 года. Посмотрите, это с 2018, да, то есть за 5 лет. То есть суммы огромные. Направление цифровой экономики, доступ в интернет, мобильная связь, новые навыки и цифровые профессии – это наша с вами как раз, да. Безопасность цифровых данных – это вот как раз мой коллега занимается, следующим, наверное, будет выступать. Цифровые решения технологий, цифровые госуслуги, госданные, создание правового поля для реализации проектов цифровизации. То есть на самом деле про цифру это всерьез и надолго. Цифровые профессии. Я нашел такую диаграмму очень интересную, вам сейчас пока ее не видно, я чуть укрупню, которая позволяет посмотреть цифровые профессии от самого начального специалиста до специалиста уровня, скажем, самого высшего уровня. Ну и направления некоторых цифровых профессий, то есть это такие зоны, например, такие как креативное предпринимательство, маркетинг, бренд-менеджер, дизайн одежды, стайлинг в индустрии моды, ювелирный дизайн, digital art direction, медиа-дизайн и так далее. То есть на самом деле этих профессий сегодня очень много, и они объединяются в большие, очень крупные сферы. И по ним выстроена целая траектория развития, то есть до какого уровня ты можешь дойти. Идем дальше. Цифровая трансформация образования. Ну, вообще, как бы я предложил ввести такое вот прямо понятие цифровой ребенок. Почему? Потому что сегодня, когда ко мне на занятия приходят дети, эти дети с цифрой уже знакомы. Просто они не знают, как с ней работать. Их окружает цифра везде, и на планшетах, и на компьютерах, и, в общем-то, из телевизоров, и из радио, везде. И, в общем-то, цифрового ребенка сегодня зачастую окружают цифровые родители, да, которые тоже с планшетами всюду, с какими-то устройствами. Второй момент – это, конечно, цифровой педагог. Это мы с вами, которые должны владеть различными цифровыми инструментами. Ну и, собственно говоря, самое главное – понимать, как и зачем мы эти инструменты применяем. Потому что можно изучать любые программы, любые направления. Вопрос – зачем, для чего? Ну, видимо, для цифрового ребенка. И вот в рамках индивидуализации траектории обучения мы как раз должны, наверное, подбирать для такого ребенка, который вот чем-то хочет развиваться тоже в цифре, в каком-то направлении, определенные цифровые инструменты. Их не должно быть много, да, потому что они достаточно сложные. Ну, естественно, цифровое управление, куда же мы без государственных систем управления и электронных журналов. Цифровая среда для образования сегодня активно развивается в школах. Пусть, конечно, не на том уровне, на котором хотелось бы, но компьютеры сегодня как бы есть уже везде. Ну и, конечно, это цифровые навыки для того, чтобы со всем этим можно было работать любому и педагогу, и ребенку, и так далее. Цифровая трансформация образования. Давайте посмотрим. 2024 год. Это и цифровые навыки, цифровые профессии, новые кадры с цифровыми компетенциями, да, причем не только IT-специалисты, но и специальности с цифровыми компетенциями для всех отраслей экономики. Вот 120 тысяч, например, абитуриентов будет принято в учебном году на бюджетные места по программам высшего образования в сфере IT, то есть, ну, на самом деле, достаточно огромные цифры. Повышение квалификации преподавателей вузов. 80 тысяч преподавателей высшего и среднего профессионального образования пройдут повышение квалификации. То есть создаются. Это цифры Минцифры России. То есть это официально, это не я нарисовал. Следующий момент. У нас, когда мы говорим про цифровое образование, мы, конечно же, говорим не только про школы, но и про те проекты, которые несут детям непосредственно вот это цифровое обучение. В национальном проекте образования это такие у нас образования, как «Кванториум», такие организации, как IT-Куб, Дом научной коллаборации, «Точки роста», ну и ряд других проектов и программ, потому что на самом деле они постоянно расширяются, постоянно добавляются. Все зависит от инициативы и финансового обеспечения. И, конечно же, необходимо сказать, что вот эти организации, они оснащаются очень высококлассным передовым оборудованием. Ну и позволяют реализовать действительно даже профессиональное обучение детей, вот начальное профессиональное такое обучение детей по цифровым специальностям. Когда мы говорим о индивидуализации образовательных траекторий, то мы, в принципе, у себя вот в IT-Кубе используем следующие способы для индивидуализации. Это, во-первых, участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня, ну, так же, как и в школах, да, научно-исследовательскую деятельность, участие в профильных сменах. И здесь необходимо сказать, что профильные смены, благодаря Академии юных талантов, у нас позволяют детей погружать прямо в цифровое
вот такую среду свою определенную. Дальше, выбор профессиональных кейсов. Активно мы используем проектную деятельность. Ну, а также у нас есть такие направления, очень интересно зарождаются. Это выбор обучения по смежным направлениям. Вот у меня есть команда девочек, которые помимо моего направления, а я занимаюсь работой педагогом по разработке приложений виртуальной дополненной реальности, да, еще, например, пошли на медиа. То есть вот они совмещают смежные направления, изучают как бы две похожие профессии. Проектная деятельность у нас является вообще ведущим видом деятельности. И проектную деятельность и, в общем-то, индивидуализацию мы проходим в несколько этапов. Конечно же, ребята сначала приходят, у нас первый год обучения идет программа, это освоение первичных навыков. И, конечно же, на первом году обучения они решают определенные кейсы, чтобы эти навыки закрепить. Дальше, на первом году обучения они уже создают индивидуальные мини-проекты. Такие мини-проекты позволяют ребятам посмотреть немножко шире, то есть за рамки вот той узкой специальности, которую мы им даем. Да? И, соответственно, они постепенно перерастают в командные проекты. Вот второй год обучения у нас зачастую это командные проекты, и командные проекты у нас связаны обычно с разработкой каких-то проектов для социальных заказчиков, для социальных партнеров. Такими социальными партнерами выступают, ну, в нашем случае зачастую приходят к нам национальные галереи, у нас для них были проекты, наши замечательные школы, музеи приходят, Республиканский институт образования тоже у нас. Ну и в дальнейшем из командных проектов ребята вырастают и выбирают, самое главное, это профильное направление в соответствующем вузе, куда они поступают. Тут один у нас выпускник сейчас учится в Саратовском на программировании, другой в Казань уехал и так далее. То есть, ну, вот ребята, в принципе, начинают выбирать именно эту сферу деятельности. Примеры командных проектов мы сейчас вам продемонстрируем. Первый пример командного проекта, которого бы я хотел показать, это проект в технологии дополненной реальности, которым мы занимаемся. Разрабатывали ребят проект для клуба любителей авторской песни гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Разработчиками проекта выступили Зубарев Максим и Кошкин Арсений, ну и консультантом непосредственно педагог гимназии Конова Ирина Генриховна. Я сейчас покажу, какие проекты мы будем показывать, а потом мы к ним перейдем, хорошо? Второй проект, который мы хотели показать, это проект для музея Криро. Разработчик у нас Митрошин Роман и консультантом выступал Дронов Александр Михайлович. И третий проект, я хотел показать проект наших выпускников. Они, конечно, сейчас в отъезде, поэтому мы покажем без них, ребят. Ну, поэтому вот я привел такие картиночки. Это у нас был итоговое мероприятие по защите проектов и демонстрации проектов. Да, и вот ребята там представляли тоже свой проект. Разработчики Туисов Артем Шангин Арсений. Они разработали проект виртуальной кухни, в которой можно, ну, сделали, правда, один только рецепт, это глазунью можно приготовить, но тем не менее вот разработали полностью. Ну, вот дети с удовольствием поиграли, видите, не только дети, но и взрослые некоторые тоже. Вот. Ну и, в общем-то, хотел закончить такое выступление такой фразой, что индивидуализация образовательной траектории в условиях цифровой трансформации – это прежде всего право ребенка на выбор направления развития личности. Главное не превращать ее в обязанность. Ну что, я приглашаю сейчас вас пройти вправо. Я не знаю, наверное, коллеги нам сейчас подскажут, как они будут, там будет какая-то съемка, не будет какая-то съемка. Мы сейчас справа вам эти проекты покажем. Ну вот можно будет подержать в руках устройство, поработать с ними и посмотреть, как оно работает. Прошу, переходим туда все. Коллеги, первые два проекта, которые мы хотим вам показать, это проекты, разработанные в технологии дополненной реальности. Ребята изучают на нашем направлении две технологии: дополненную реальность и виртуальную реальность. Выбирают самостоятельно, вот как они чувствуют, что они могут. Выбирают, соответственно, самостоятельно, в какой технологии они будут делать проект. Ну и, собственно говоря, его выполняют. Я хочу сразу заранее сказать, что идеи для проекта у ребят рождаются достаточно сложно.
Поэтому мы очень благодарны нашим социальным заказчикам, школам нашего муниципалитета, ну и другим организациям республиканским, которые к нам приходят во время профильных смен и предлагают как бы свои какие-то идеи. То есть они говорят, вот нам бы надо вот то-то, нам бы надо вот то-то. Можете сделать? И вот ребята на профильной смене, обычно там 24 человека, они делятся на команды, предлагают свои идеи. Вот, а что бы мы сделали, да, вам, чтобы вот помочь, чтобы решить какую-то вашу боль конкретно, да? И таким образом рождаются проекты. Не все проекты доходят до конца, ряд причин, в силу там мальчик заболел, там девочка заболела, не смогли доделать, да? Кому-то что-то не понравилось или в команде не нашло взаимодействия. Но вот некоторые проекты, которые мы сейчас покажем, да, они, конечно, уже рабочие, готовые. Я бы назвал так, что это прямо рабочие прототипы уже, да, то есть фактически ребята сделали программный продукт. Его фактически можно выпускать. Но если там дополнить что-то, дописать, доработать, довести до ума, его можно, в принципе, уже доводить и выпускать, располагать на каких-то платформах. Я передаю слово Зубареву Максиму. Он вкратце расскажет, откуда появилась идея, как она зародилась, как они работали, ну и покажет потом на планшетах. Здесь Максим будет показывать, и можно будет подойти попробовать. Там будет Арсений показывать, можно будет подойти попробовать. Как это работает? Вот и все. Идея взялась на профильной смене. Нам предложили проект. А потом у нас получилось все очень хорошо, и мы решили доделать все-таки проект. У нас получилась прототип-версия про бардов. Суть этого приложения в том, что мы можем наводиться на самих авторов бардов и увидим модельки. Мы можем нажать и найти всю информацию о самом барде. Подождите. Можно посмотреть. Также потом можно будет нажать куда-нибудь сюда и послушать музыку, которую издавал сам автор. Всем нашим встречам разлуки, увы, Итак, мы сделали 6 Александра Городинского, Булата Акуджавы, Юрия Висбора, Владимира Высоцкого, Сергея Никитина и Навила Матвеева. Также у нас есть викторина из 8 вопросов. У нас есть викторины из 8 вопросов. Собственно говоря, этот проект работает не вот на картинках. Это реальные метровые ростовые портреты, которые висят в кабинете клуба любителей авторской песни, и приложение разработано именно на них. Но, естественно, когда отрабатывалось приложение, картиночка нужна была как в Маркино. Технология Маркино, то есть вы наводите экран смартфона на портрет, у вас появляется некая моделька, которая позволяет щелкнуть по ней и перемещаться по информации, слушать музыку, смотреть информацию. Да, конечно. А у меня есть предложение следующее. Я думаю, ну, в принципе, понятно, да? Пожалуйста, к Арсению подойдите, пожалуйста, сюда к Максиму подойдите. Можно самим пощелкать. Встаньте, подойдите, попробуйте. Вот. Можно мальчиков попросить пощелкать? Можете в руки взять, пожалуйста. Коллеги, смелее. Арсений вас ждет. Вы можете сами взять в руки планшет и попробовать это делать. То есть попробуйте, посмотрите, пожалуйста, своими руками. Арсений, пожалуйста, мужчине сзади передайте планшет, пусть он тоже попробует, только вы видите его на режим сканирования. Да. Клуб авторской песни Михаила Круга не изучает. Может быть, и к лучшему. Клуб любителей авторской песни. Гимназия Пушкина. 30 лет в этом году отмечает клуб любителей авторской песни. У них появились, после вот нового здания, да, у них появились вот такие ростовые замечательные портреты заказали. И поэтому под них, собственно говоря, почему 6? 6 портретов висит в клубе. Все понятно, да, поэтому информация про 6 бардов.
Нет, вот это еще пока идея не доработана. Хорошая идея, спасибо большое. Про слова песен вопрос, да, приложение добавить, да, и желательно сделать, чтобы вариант был с караоке. Да, хорошая идея. Но я думаю, что Арсений и Максим услышат меня, да, и поймут, что работы прибавилось. Спасибо, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что все понятно, да, как работает. Следующий, второй проект, который мы хотим представить, это проект, разработанный совместно и для, естественно, Республиканского института. Я передаю слово Александру Михайловичу вам, наверное, да? Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо, что пришли. Сегодня мы с Романом представляем интересный проект. Дело в том, что в этой аудитории находится музей учительства Республики Коми. Но стоит обратить внимание также, что в этом музее у нас нету экскурсовода. Так сложилось, что очень тяжело найти время специалисту, который музей содержит, чтобы по любому зову преподавателя прибежать и рассказать про экспонаты. Поэтому на профильной смене Роман предложил помощь с проектом. Пожалуйста, включите камеру, Роман. И сейчас мы видим прототип приложения с дополненной реальностью, которое распознает пока что ограниченное количество экспонатов, но в дальнейшем при развитии проекта это количество увеличится, и выдает информацию по экспонатам музея. Следует отметить, что эта работа была также интересна для меня, как для эксперта. Я несколько раз ходил в IT-клуб, общался с ребятами, общался с Романом. Очень полезно для меня опыт был в том плане, что пришлось составить техническое задание, понятно именно для молодой аудитории, чтобы заинтересовать ребят. Естественно, это приложение может развивать в дальнейшем и другая команда детей. Благодаря системе индивидуализации обучения такие проекты можно организовать между любыми школами и центрами дополнительного образования. Не всегда у школы есть специалисты, которые могут разработать что-то в виртуальной реальности, дополненной реальности. Но у нас есть молодые специалисты, которые подрастают. И очень важно, чтобы вы также обращались со своими интересными заданиями, задачами, которые нужны для ваших организаций, такие центры. И ребята для вас соберут приложения или хотя бы для начала прототипа. И мне кажется, что вместе вот так мы постепенно и будем двигаться в цифровизацию, развивать систему образования. Сейчас вы можете ознакомиться с приложением, и если у вас какие-то возникнут вопросы, Роман, как разработчик, даст ответы. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, на самом деле, вот почему я еще ребят сюда пригласил, да, не просто вам проекты показать, вы же педагоги. Я сейчас вот спросить, что ты там ходишь, что ты занимаешься, что ты там потерял? Ходил бы на гитару в клуб любителей авторской песни, что ты ходишь на разработку? То есть вы можете к детям подойти, пообщаться, спросить, вот трудно это, не трудно. Действительно они как-то сами все это сделали? Или это Андрей Борисович написал, им дал, на, выступишь, скажешь и так далее. Вот. Ну, понятно, да? Вот для этого. Третий проект, пока вы с Романом можете вот подойти там посмотреть. Роман, я тебя отправляю к Александру Михайловичу. Да, все, можно вот подходить, демонстрировать, смотреть. Третий проект уже разработан более сложно. Это ребята, выпускники 11 класса, которые сейчас уехали. Они разработали в течение года самостоятельно, сами придумали идею, сами ее отстояли. То есть я был категорически против этой идеи. Вот, они решили разработать такой симулятор кухни виртуальной реальности. Я попытаюсь сейчас его продемонстрировать, да, как он работает, ну, и вы посмотрите. И на экране будет видно, что я делаю. Шлем виртуальной реальности. Берем в руки. Да, видно.
Можно взять, поставить ее, да? Соответственно, пойти, взять для глазуньи основной атрибут. Я не вижу, если вы думаете, что я что-то вижу, да? Да. Раз туда яйцо, вот, видите, яйцо разбивается. Я надеюсь, что видно за моей спиной, что вот у меня действительно яичница с яйцом. Соответственно, постоять. Да, соль, конечно, соль надо. Соль у нас сыпется как положено. Раз, давай соль. Видите, да, там капает, сыпется, да, немножко? Вот. Но, естественно, вы понимаете, да, что если бы мы сделали вообще как бы то было проблематично. Да, кстати, обратите внимание, что, видите, вот написано, что я там что делаю и так далее. Так, масло она не отследила, что я положил, понятно, плохо положил масло. Наверное, раньше, чем надо было сначала яичницу положить, потом масло. Ну ничего, я сейчас возьму. Так, ну-ка, сковородка, иди сюда. Так, масла нет. Масла нет. Так, сейчас посмотрим. Во, масло положил, видите, да? Масло растаяло, значит, все, нормально. Что там, посолить яйцо? Вот потом надо было посолить яйцо, после масла. Ой, слушайте, я опоздал, у меня яичница, смотрите, сгорела яичница, сгорела. Ну-ка, еще раз посолим. Так, это тоже было посолить. О, все, вообще сгорело. Это опоздал по времени. Так, иди сюда. Ну что, работаем. Ой, тарелку, иди сюда. Так, тарелочку. Так, это я сейчас взял. Так. Ить. Мне главное, далеко не уйти, потому что иначе я вылезаю за пространство. О, ну ладно, не цепляйся. Ладно, иди сюда. Так. Оп. Так, ну что, ты у нас там, как человек говорит, вот ваш бифштекс. Ой, упала. То есть смотрите, что получается. Двое детей, они же ходят к нам заниматься, они не сидят каждый вечер там и так далее. Ходят заниматься 2 раза в неделю. Вот они за год, они разработали вот такой прототип. Понятно, что какие-то модели они взяли из интернета, например, стол, например, взяли из интернета, тарелку сами сделали, яйцо сами там сделали и так далее. Но вот вся механика полностью разработана им. То есть ребята изучали программу Unity, они в ней самостоятельно полностью копались и сделали вот такой прототип. Детям очень нравится, и некоторым взрослым тоже. Если вот разрешат организатор... Так, коллеги, за выступление IT-кубовцев в чате оценочку 5 поставим, иначе я приступаю к раздаче сертификатов участника и выступающего. Александр Михайлович Дронов. Роман Митрошин. Роман. Так. Арсений, иди сюда. И Зубарев Максим. Получают участники. Как выступающие наши. Спасибо большое. Коллеги, мы переходим обратно в тот зал. Заодно разомнемся и продолжим дальше. Не слышно. Не. Ага, вот там. Сейчас подождем. Все-таки тема презентации моей будет это современный подход к повышению безопасного взаимодействия школьников в цифровой среде. И это как раз основано на работе
ребят, которые как раз и занимались повышением уровня безопасности. То есть именно что их может замотивировать в их работе и чем это позволит им добиться более высокой эффективности в работе и при этом в учебе. Так, секундочку одну. Ага. Так, ну все. Суть заключается в том, что я как педагог направления системное администрирование и кибергигиена сталкиваюсь постоянно с задачей, что ребята, которые даже получают необходимые знания в области безопасного поведения в сети, каждый раз сталкиваются с одной и той же проблемой. Знать знаем, на практике не используем. И здесь вот как раз необходимо было вовлечь ребят в сам процесс и заинтриговать их самим моментом их экспертной деятельности. Каким образом это нам удалось сделать? Но фактически суть заключается в том, что само цифровое пространство, оно динамически развивается, и ребята постоянно находятся на вот как раз на острие вот этого развития, потому что мы видим, каким образом преобразуется цифровая среда. Если в 1995 году мы шли сами к компьютеру, да, это направление Fixed Computing, дальше мы, соответственно, познакомились с новыми носимыми устройствами. Это, соответственно, новое направление Bring Your Device, Bring Your Own Device, да, то есть возьмите свое устройство вместе с собой на учебу, на работу. И это связано было в первую очередь с тем, что форм-факторы появляются новые, компьютер становится больше, количество пользователей увеличивается. И уже в 2011 году, когда наши детки еще были совсем малышами, мы уже сами вступили в новую эпоху. Это эпоха интернет-вещей. Появились смартфоны. В 2011 году количество смартфонов стало равно пропорционально увеличиваться в соответствии с тем, насколько увеличивалась пропускная способность интернета. И в 2020 году мы вступили в современную уже эпоху. Это эпоха всеобъемлющего интернета, то есть непосредственно ребята, которые уже сейчас учатся, они столкнулись вот с этим временем, с этим периодом в таком формате, что на сегодняшний день не существует уже отрасли в человеческой жизни, которая бы хоть как-нибудь не была бы связана с цифровизацией, с глобальной сетью и с умными вещами. Очень сильно повлияло на восприятие информации развитие технологий. То есть на сегодняшний день информационный поток развивается с такой скоростью, что у нас даже нет, у взрослых людей уже даже нет возможности критически оценивать получаемую информацию, понимать, какая информация является достоверной, которая является недостоверной. И детям особенно важно в этом легко ориентироваться, не только с точки зрения сохранности своих данных, не реагирования на мошеннические какие-то действия со стороны неизвестных лиц, но и, в принципе, эффективное использование цифровых технологий в своей учебной, ну и в дальнейшем профессиональной деятельности. Поэтому необходимо было заинтриговать ребят, с одной стороны, их активным участием с точки зрения соревновательного момента. Это и республиканские, это наши внутренние IT-клуба соревнования, это всероссийские соревнования и международные соревнования. Здесь как раз вот приведены варианты всех этих участий, где наши ребята не только участвуют, но и занимают ведущие места. Это одно из направлений. Второе направление было то, что ребята должны были повышать свое качество знаний, вступая все в новые форматы соревнований. Это и WorldSkills Junior, это Junior Profi, где ребята демонстрируют не просто свой уровень знаний на уровне уверенных пользователей, но и на уровне современных студентов среди специальных учебных заведений и даже вузов. В том числе ребята участвовали в уральском соревновании на полном серьезе, соревнуясь, восьмиклассники соревновались со студентами первых, вторых, третьих курсов университетов. Популяризация системного администрирования у нас связана в первую очередь с тем, что ребята должны почувствовать, что они сами являются экспертами. И как раз вот эта тема, этот проект был сделан не нами, он был сделан уже нашими детьми.
то есть был подготовлен одним из наших уже выпускников, который уже поступило в университет, в IT-направлении учится. У нас, кстати, большинство наших ребят, которые выпускаются по нашему направлению, дальше идут также в этой профессии. У нас есть ребята, которые в системном администрировании сейчас уже учатся в ВУЗе, и с точки зрения IT-технологий, программирования, и есть даже ребята, которые осваивают уже новую профессию, до ныне она и не слышанная была никем, это следователь в области киберпространства. Вот у нас даже такой выпускник есть, который сейчас учится, будет следователем в области киберпространства. Этот проект был сделан ребятами. Он был достаточно комплексный, может быть, он был не таким веселым, как у Андрея Борисовича, но во всяком случае могу точно сказать, что ребята, используя свои знания, в том числе и обучали ребят других направлений работать и в GNU Linux системах, в том числе и с Astra Linux, ну, во всяком случае, с Erlom ребята там знакомились. Это очень важно, потому что сегодня мои дети, мои выпускники знают больше, чем многие учителя. Потому что даже на сегодняшний день я сталкивался со многими учителями, которые, преподавая информатику, сами с Linux вовсе не сталкивались. Не то, что там с Astra Linux, вообще с какой-либо версией Linux. В нашем направлении большая перспектива как раз связана с тем, что ребята прекрасно понимают, каким образом защитить себя в интернете. Это и безопасное хранение паролей, это и работа непосредственно с флешкой, когда мы с флешки можем не только свои данные какие-то перенести, но мы можем перенести свой портативный браузер, в котором хранятся наши все пароли. Мы можем туда просто закатить ту же самую операционную систему Linux и загружаться с самой флешки, и, соответственно, не оставляя никаких персональных данных, никаких отпечатков, не оставляя в сети. Данный проект достаточно крупный был. Я, в принципе, наверное, останавливаться на его реализации не буду. Просто основные моменты опишу, каким образом он реализовывался. Суть заключается в том, что проект подразумевал под собой подготовку ребят, которые занимаются не по нашему направлению, а по направлениям соседним. То есть IT-куб, но ребята, которые занимаются, допустим, программированием. В частности, ребята изучали, каким образом можно защитить себя в сети, каким образом правильно создаются пароли. Ребята знакомились на мастер-классах, как правильно собирать компьютер, как устанавливать операционную систему. Кроме того, ребята познакомились с тем, какие программы, помощники существуют в интернете, которые бесплатно можно скачать и использовать. Это и продукты Доктор Веб, и Касперского. Ну, наверное, вы пользуетесь всегда системами CureNet, CureIT. У Касперского, у Доктора Веба это Live CD, для того, чтобы можно было даже зараженный неисправный компьютер всегда можно было восстановить, загрузиться там, в KDE режиме и исправить реестр при необходимости. Вот ребята всему этому обучались и при этом могли сразу же оценить свои знания, потому что на входе при вот этой программе обучения ребята проходили тестирование, и по завершению своего обучения они также проходили, с одной стороны, вот в формате «Своя игра», проходили соревновательный момент по оценке их уровня знаний. Кроме того, участвовали в квизе, посвященной как раз теме безопасного поведения в сети, и проходили тестирование, входящее и исходящее тестирование. И здесь в цифрах, в принципе, можно оценить, что ребята достаточно сильно подтянули свои знания относительно тех, которые были у них на входе. И почему-то у меня дальше не грузится. Вот все пошло. Опросники одинаковые проходили, и при этом у них есть сравнительный анализ. То есть если в данном случае в демонстрации видно, что 38% средний проходной балл правильности ответов, то уже после окончания программы я не могу. У меня все пошел. И 60%, уже больше 60% на выходе ребята получили, то есть значительно повысили, с одной стороны, все кубовцы свои знания в области безопасного поведения в сети, а с другой стороны, наши ребята, которые по нашему направлению занимались, они заинтересованы были, с одной стороны, потому что они с разной стороны посмотрели на свою вот эту область. Это и с точки зрения киберследователя, это с точки зрения системного администратора, с точки зрения иникейщика, с точки зрения системного архитектора. И они
тут же, не отходя от кассы, делились своими знаниями. А когда вы не только практически знакомитесь, не только теоретически изучаете материал, но имеете возможность на практике продемонстрировать свои знания и поделиться это со своими сверстниками, со своими одноклассниками, со своей семьей, эти знания будут намного ценнее, намного интереснее. И ребята всегда у нас приходят на второй год на уровень про, и даже на уровень про ребята бывают по 2-3 года ходят, потому что они ходят всегда с горящими глазами. И, кстати, еще до того, как мы все узнали, что, скорее всего, мы перейдем уже на GNU Linux, ребята еще 2 года назад меня попросили, говорят, давайте, Дмитрий Иванович, мы перестанем уже Windows изучать и перейдем полностью на Linux. И вот как раз в этом году мы запланировали с ребятами перейти полностью на Astra Linux, поэтому вот эта предыдущая презентация была крайне интересна, во всяком случае, меня она очень заинтриговала. Не буду я подробно зачитывать доклад, экономия ваше время, и, в принципе, всю практическую часть, которую я хотел рассказать, я вам смог уже продемонстрировать. Если какие-то вопросы есть, я готов ответить на них. Коллеги, вопросы? Спасибо, Дмитрий Иванович. Вы получаете тоже сертификат. Не уходите, подождите. Сертификат участника конференции. Коллеги, мы двигаемся дальше. Кейс создания цифровых креативных образовательных ресурсов. Плецер Вера Васильевна, воспитатель средней коррекционной школы-интерната номер 4 города Сыктывкара, и Чупрова Айгуль Шаймердиновна. Так, кто у вас из вас выступает или вдвоем? Если кто-то один, может, вот в президиум. Сюда, 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 к микрофону. Да, вдвоем будете, да? Показать, как использовать в необычном варианте использовать обычные программы. Это и Word, и PowerPoint. Давайте с Word начнем. Можно стрелочкой двигать. Это... Сейчас, секундочку. Сейчас. Они с этой начали. Ну хорошо, пусть это будет. Стрелочкой. Стрелочкой у нас, она не сработает, она это... Ну, мышкой не можем, да? Мышкой. Дима, у нас есть мышка? Угу. Давай на прием анимации. Так, программа PowerPoint, обычная презентация, но с объектом... Микрофон надо. Все. Обычная презентация, но с объектами, с анимацией объектов, а не слайдов. Частенько мы встречаем то, что просто слайды вертятся. А вот в данном случае у нас слайд стоит на месте, а мы используем вот такие движения. Для чего вот она срабатывает? На следующий, может, уже спокойно идти. Так, вот прием Сорбонка – это для заучивания слов на английском, на русском, может быть, вот малышей, или в данном случае вот на развитие логики. Можно химию учить, элементы. Да, да, да. Так, в данном случае задание на соответствие, то есть определяется, кто правильно подбирается нужная, в данном случае рыба на уроке биологии, вот, и потом уже проверяется результат. Работа с картой. Все, тут один щелчок, больше ничего, все пойдет само. Появляется объект, который, анимация так настроена, показывает реку Вычегду, затем появляется новый объект. Все это, и появится название, появляется еще объект. То есть вот это все заранее делается, и так наложена анимация. Затем пойдут горы. Все, сейчас оно пойдет. Угу. То есть вот использование работы с картой. Так, все, пошли дальше. Использование интерактивного кроссворда. То есть мы нажимаем на циферку, появляется вопрос, нажимаем на вопрос, появляется ответ, ну и картинку для более такого этого. Здесь можно в любом порядке все это делать и решать. Обсуждаем и проверяем ответ. Все, следующее. Так, задание на соответствие. Если вы просмотрите, там не соответствуют картинки и надписи, при проверке они поворачиваются. Тоже задание на соответствие, но, видите, она щелкает по слайду, ничего не происходит. Тут триггеры – это сами книжки.
книжки, внизу книжки. Да, то есть обговариваем с учащимися, кто автор, и книжки побежали в нужный столбик. Угу. Вот на урок истории была сделана презентация, просто еще без триггера. Угу. Определяется, кто все-таки занимался этим из исторических людей. Так, все. Здесь работа, анимация слова в тексте. То есть все нацелено на триггер. Обговаривается, какое слово может быть, не триггером слова является. Элиза. Почему? Ну-ка, на триггер. Угу. Так, и... Но, а куда спешишь? Ага. То есть надо было не спешить, один раз щелкнуть, дать возможность добраться. Она там пару щелчков лишних и пошло вот так. Так, это игра. Ну, начни с триггера, потому что тут появляется сначала правило. Все, по правилам. Дальше все идет само. Так, вот появился вопрос. Нажимаем на вопрос. На вопрос. Ниже. На вопрос. Угу. Появляется вопрос и 3 варианта ответа. С учащимися обговариваем нужный ответ, любой простукивай. То есть лишнее пропадает, правильный остается. Ну и вот как бы книжка у нас появляется. Клубок побежал дальше. Тогда сюда. Ага, новый вопрос. Угу. И точно таким же образом появляются все другие. Доходим до конца. И если, ну, мы, наверное, не будем до конца идти, там в конце появляется вот такой сюрприз игры. Так как все по сказкам. Сказки гуляют по свету, ночь запрягая в карету. Сказки живут. Так как у нас на книжки полянах, верные уходили в левый угол, вот они слева выходят и снова как бы завершение сюрприз игры. Еще один из видов анимации – это «собери картинку», разрезная картинка. По части картинки обговариваем, что это может быть, и проверяем. Угу. Картинку можно разрезать на большее количество частей. Угу. Так. Этот вид работы называется прием лупа. Тут мы на уроках литературы при сочинении можем поднести ту часть картины, которую мы описываем. Дальше пошли. Так, вот прием демонстрационный фон. То есть, когда мы рассказываем о каком-то писателе, мы можем использовать, ну, в данном случае вот черно-белый, и идет фон, где он жил, чтобы выделить вот место, где он жил. Можно использовать, у нас была работа, здесь человек тоже присутствует, когда идет картины «Весна», и два ребенка как бы попали в эту весну. Там цветные дети. То есть и тот вариант, и другой. Тут тоже динамичный фон. И гражданки Советского Союза. Тот же динамичный фон. Так, здесь прием имитация рисования. Триггер куколка. Угу. Когда перо само пишет какой-то текст. Оно само напишет и само все положит. Ляжет в чернильницу. Угу. Так. Это прием лента, когда нам нужно выбрать, на одном листе мы показываем большой объем информации, это может быть на истории или на каком-то таком. Так, ага, остановись. Так, мы можем выйти, на тест мы потом пойдем, да? Давай выйти. Нет, не моторский. Ага. Так. И анимация в тестовых работах. Это настроено, если там на триггерах, то здесь на макросах. Это надо в настройках включить разработчик.
сначала, не спеши, Айгуль, ну-ка выйди пока. Давай покажем сначала часы, календарь. Пока, ну, уже хочет работать мальчик. Так, ну календарь вот настраивается один раз, он срабатывает. И секундомер тоже, это для того, чтобы начать тестирование и просмотреть время. Все. Так, если готов, нажимаем «Подумай». Здесь какие-то инструкции. Инструкция, вот есть рамка. Все, то есть учащиеся знакомятся. Начали. Все, и пошел вопрос. Вопрос вот скрыт. Вопрос открывается, обсуждается, что это может быть, и прописывается. Все, закрывай. И туда напиши что-нибудь. Да, то есть мы должны вписать слово. Все, если неверно, мы можем очистить. Все, и написать нужное слово. Так. В данном случае мы предлагаем один вопрос и несколько вариантов ответов. То есть, ну, не с первого начинать, да. Ну, проверяйте. Все, в данном случае верный ответ. Давай вернись вот в теорию. То есть ученик мог забыть. Есть возможность вернуться в теорию. Теория настроена на листании, сделана книга. То есть ученик может дойти до нужной страницы и вернуться в тест. Ну, тест 2 возьми, мы уже первый прошли. Да, вот мы можем вернуться, очистить и найти нужное. Так. Еще можно использовать к одному вопросу, когда несколько правильных ответов. Выбирай пока все. Ну, все, ну, возьми последний тоже. В данном случае она взяла все, проверяем, нет, где-то ошибочка. То есть Александр Македонский имел отношение к которым очистить, да. И пройди еще раз все, кроме Зевса. Вот во всех остальных объектах Александр Македонский был каким-то образом. И все, проверять. Очистить. Все, да. Так, здесь мы можем, когда по части картинки, мы можем определить, какой это объект, и вписать нужное. То есть вот сами посмотрите, номер 1 это к чему относится? Ставь Б, это храм Артемиды. А то зал что-то уснул. Ладно. Да, маяк, конечно, маяк. Так, третье, нет, не мавзолей, это ворота, да, Иштар. А вообще это висячие сады Семирамиды, это Г. Так, ну и Д, мавзолей, да, в Галикарнасе. В. Ну, проверяй. Очистить. Все, переходим. Так, здесь возможность, когда мы на одном слайде, это все, вот что было, это все единый слайд. Когда мы на одном слайде можем выложить несколько, несколько вариантов и в разных видах их показать. Сыгранные вопросы окрашиваются, и тогда учащимся уже легче выбрать какой-то определенный вопрос. Так, и в конце мы смотрим время, подсчитываем сколько. Все, молодец. Так, не надо. Давай второй. Дима, вторую презентацию. Коллеги, это все в PowerPoint делается. Да, и второе мы хотим показать обычный Word, который мы все знаем, но вот мы уже столкнулись с тем, что на конкурс отправляем работы, в презентации не делаем никакой анимации. Поэтому нет смысла выставлять. А ведь можно... А почему люди не высылают в Word? Ну, потому что вроде что там белый лист, некрасиво, да? А вот посмотрите, как можно красиво подать вордовский документ, ну, с каким-то проектом. Давайте. Грусть.
Коллеги, сейчас мы по этим креативным Да. приемам запустили учебный курс. Ну вот как бы он начал свою работу, он работает и в дистанционном режиме, и в очном режиме. Вот. И скорее всего мы сейчас его вот опробируем, пройдем до середины октября где-то, а потом запустим его в дистанционном режиме, он будет у нас в открытых онлайн-курсах. Поэтому, если кто захочет, можно будет пройти обучение и попробовать себя. Так, ну здесь у нас просто нет. Ага. Так, вот готовые работы, которые сделали учащиеся нашей школы в обычном борде. Все есть в самой программе, есть и рамки, ну текст понятно. WordArt, заголовки используем WordArt, картинки вставляются, причем картинки вставляются, посмотрите, в разные формы. Там еще потом другие появятся у нас. То есть текст можно заложить в любую форму. Дальше. Так, где взять вот такую рамку? Рамок там много, оно уже есть в программе. Дальше. Давай. А чего? Рассказывай. Угу. Ну, мы коротко расскажем, где это находится. Вы, те, кто пользуется часто, возможно, знаете. И офисы меняются. Это у нас офис 2019. В конструктор заходим, находим границы и заливка, рамка. Затем выбираем рамку, которая вам нравится. Также можно настроить ширину, рисунок. Можно применить ко всему документу. Можете выделить текст, и только к этому тексту будет применена рамка. Так, тут у нас немножко съехало. Это мы показываем, как, вот, если вы обратили внимание, было 3 листа, и на всех колонтитулы. Вы знаете, что колонтитул, он везде одинаковый. Но в нашем случае мы делаем на всех страницах разные колонтитулы. Чтобы это у нас получилось, мы обязательно делаем макет и разрывы страниц. Обязательно следующая страница. Если вы правильно сделаете разрыв, то колонтитулы у вас получатся. На всех страницах разные. Так, вот как добавляем колонтитул. Верхний колонтитул. Колонтитулы тоже бывают разные. Мы выбрали движение, четная страница, например. Также есть окаймление и много-много. Если кому интересно, можете погулять. Да, много разного. Вставляем верхний колонтитул и переходим. Вот посмотрите, переход к следующей странице. Этот знак означает, как в предыдущем. Вот для того, чтобы сделать разные колонтитулы, обязательно нужно будет нажать на этот значок, чтобы не было как в предыдущем. Для того, чтобы были разные. Вот посмотрите, мы разные. Растянули просто, чтобы был виден верх. Посмотрите, видите? Разные колонтитулы. То есть это возможно. Может быть, многие с этим не сталкивались. Также вот буквица, она бывает в тексте. Можно сделать на поле, можно просто, чтобы она была. Да, и вот мы вырезали часть из тех плакатов, которые делали учащиеся. То есть вот буквицевые в данном случае. Так, также абзац. Очень многие не ставят абзац. Просто сплошной текст, нету ни красной строки, ничего. Если вы сразу настроите параметры абзаца, отступ, вот посмотрите, отступ и желаемый размер, то это очень удобно. Каждый раз, когда вы нажимаете Enter, у вас отступ делается автоматически. Также колонки. Очень многие не умеют делать несколько колонок. Колонны можно сделать много. Также есть разделитель, который делит, это не таблица, а именно колонки. Можно у каждой колонки выбрать свою ширину, промежуток какой между колонками будет. И также применяйте либо ко всему документу, либо к выделенному. И разрывы после каждой колонки, чтобы не забегало куда не надо. Так. Это мы здесь мы хотим напомнить, или те, кто не знает, если кто-то знает, где находится WordArt, это буковка А. У кого монитор шире, там WordArt полностью пишется. Поэтому так, потом выбираем цвет, который нравится. И дальше различные форматы есть. Можно тень сделать, можно отражение, свечение, рельеф. Но больше всего ребята любят преобразовывать, чтобы оно у них было с какими-то там буквами интересными, вниз головой кружилось.
Причем цвет, когда вы выбираете в WordArt, вы можете даже зайти снова в главную, в цвет и изменить чуть-чуть цвет. А вот здесь все параметры есть, свечение, сглаживание, все можете поменять. Ну, вот так вот получается. Ну, вот результат. Видите, первый, Петр I назывался, строительство и окно в Европу. Все колонтитулы разные. Здесь у нас... подложка. Да. Очень многие не пользуются подложкой. В принципе, это удобно и красиво смотрится. Подложку выбираем, вставляем, если настраиваем подложку, если вы хотите какой-то определенный